Первый отзыв со свадьбы был просто... Короче, жесть. Я жила на неделю на валерьянке. У нас просто падает шатер. Я не знаю, у кого еще такое было, чтобы на банкете упал шатер на тебя. Каково это быть единственным свадебным фотографом женщиной среди мужчин? Давай, наливай. Я безотказная, у меня это моя проблема. Потому что фотографируют все вокруг, особенно сейчас. На телефон все подряд фотографируют. Когда они накладывают свой фильтр в Инстаграме или еще где-то, это просто жесть. Есть нормальная претензия, есть нормальный как бы ответ. Ну, то есть конкретно скажите, что именно не нравится. Блин, все мусор вообще, все отстой. Хотя им 90 фоток нравились. Эмоциональная истеричка, когда что-то идет не так, я нервничаю. Я говорю, я компьютерный задрот. Я никогда ни зачем не гналась. Я не гонюсь ни в какие там топы, не топы. Когда я делаю кадр, я живу. Всем привет, это подкаст «Амары Стоп», и сегодня мы записываем подкаст с топовым фотографом Юлией Авдюшевой. Спасибо огромное Алексею Павлову и творческой платформе «Пространство» за предоставленную студию, оборудование. Юля, привет. Привет. Привет, добрый вечер. Начнем с того, что как правильно говорить, Авдюшева или Авдюшева? Авдюшева, на А ударение. А то я всегда... Да, все. Это нормально, так все говорят, поэтому ничего страшного, я уже привыкла. Привыкла? А ты поправляешь? Ну, поправляю, когда нахожусь близко, когда издалека кто-нибудь кричит, типа, Авдюшева, привет, я... Окей, привет. Ну, потом как-нибудь встречу скажу, поправлю. А так уже сильно нет. Расскажи, как ты начала фотографировать? Вообще фотографировать или Да. свадьба именно? Нет, фотографировать. Вообще фотографировать начала... в 2009 году мне мама подарила на день рождения мой первый фотоаппарат зеркальный, полупрофи тогда был, Canon 500D, кропнутый. А до этого я фотографировала на телефон. Я вообще, сколько себя помню, у меня всегда была любовь к картинкам. То есть я, наверное, поэтому в школе не училась, потому что на задних партах сидела, перебирала картинки, сортировала по папкам. Вот, и как бы, мама это заметила, то, что вот у меня есть к этому страсть, так скажем. И в 2009 году на день рождения она мне подарила камеру. Начиналось все с простого, с цветочков, с жуков, со всех подружек, родственников, кто был на даче, всех вокруг. Потом у меня родилась дочка. Ну, то есть я, наверное, забросила немножко, фоткала для себя, никуда не выкладывала, не показывала ничего. Потом у меня родилась дочка, и я начала фотографировать ее. Начала фотографировать и выкладывать. И мне люди начали писать, мол, кто фоткал, дай контакты. Я фоткала. Вау, как круто, а можно нас тоже? И я потихонечку начала снимать, помню, вот с детей начала, с маленьких. Заинтересовалась тогда ньюборн-съемка. Прям изучала, покупала мастер-классы, да, там пледики, корзины были на даче, там, которые дед плел еще мужа моего, вот, и думала, что буду этим заниматься, но мой ребенок рос, и я поняла, что чем старше она становится, тем больше я начинаю бояться детей маленьких, и это как-то ушло. А ты вот сфоткала ньюборн когда-нибудь за кэш? Вот тогда? Ну да, я ездила, фотографировала за 1000 рублей. Ничего себе. У меня приезжали родители мужа, мама его поднималась, оставалась с малой, а папа вез меня куда-нибудь с этим всем набором, плед, корзина. Я ходила, фоткала, да, что-то делала, пыталась. Я еще очень любила фотошоп еще со школы, я на пейнте подружкам зубы отбеливала. Тогда у меня не было фотоаппарата, мы фоткались на телефоны. И у меня была вот какая-то такая страсть уже к компьютерам. Ну и вообще, так скажем, извините, компьютерный задрот, да. Вот, и была вот эта страсть к обработке. И вот вернемся, когда дочка начала расти, начала бояться детей. И там знакомые начали звать просто снимать там детское день рождения. Кстати, с детского дня рождения, наверное, я начала уже больше так прям. Да, начала фоткать детские дни рождения, семейные. И вот пошло, начала раскручиваться, создала страничку, где я создала страничку? В Инстаграме, наверное. Начала выкладывать фотографии там, и начали писать люди. После этого, сейчас подойдем к первой свадьбе, наверное, да? Получается, подружка мне предложила, давай, говорит, друзьям надо свадьбу снять, они ищут фотографа. Это в каком году? Это было в 2015 году, по-моему. Нет, вру, 16-й. Да, это был 16-й год, февраль.
Вот моя первая свадьба, получается, подружка предложила, то, что вот ребята ищут фотографа, сильно много денег не хотят тратить, может быть, типа ты поснимаешь. Я очень долго ломалась, так я думала, блин, ну страшно, это же ответственно, да, это снять надо один раз, это не переснимешь, не повторишь, то есть надо сразу хорошо сделать с первого раза. Вот, и встретилась с ребятами, я помню, в Полярке мы встретились, все обсудили, там какие-то идеи были, там на пригласительные еще думали что-то сделать, в общем, поболтали, обсудили, взялась. Это была зима, Дубак. Мне повезло тогда, первая свадьба, у меня были видеооператоры Дима Стефанов и Саша Красновский. О, круто. Я работала с ними. И никогда не забуду, как мы заходим, ну, получается, когда в ЗАГС приезжаешь, в зал же первый заходит фотограф с видеооператором, и только потом пару запускают. И когда мы зашли в зал, получается, я там, ну, начала место искать, ребят, я тут не буду вам мешать, тут не буду мешать, там, где мне встать, там, что. И Саша такой, типа, это что, твоя первая свадьба? Я говорю, да. И они такие, типа, ну, ты знаешь, что первый, блин, комом? Спасибо за поддержку, вообще отлично. Вот, но в итоге сняли, мне так безумно понравилось, причем с самого начала, то есть я снимала сборы дома в квартире, да, потом мы поехали на регистрацию, потом мы поехали, там, прогулка, ну, прогулка была короткая, так как это зима, мы немножко там где-то пофоткались, и вот банкет. Ну, еще раз скажу, мне повезло, что у меня попались хорошие ребята, видеооператоры в команде. Да, где-то они что-то подсказывали, где-то как-то... Ой, я помню, мы тогда еще насобирали на прогулку. Я какую-то с собой корзиночку взяла, подушечку, чтобы фоткать детали, там, типа, колечки красиво выкладывать. Ну, такое вообще, блин, сейчас вспоминаешь. От Ньюборн, наверное, осталось. Да. Ну, там такие маленькие корзиночки прям для колечек была. Лепестки какие-то по снегу раскидывала, что-то там просто генератор идей вообще. Вот, в общем, отсняла, и первый отзыв со свадьбы был просто... Молодоженам все понравилось, все норм. Там был немножко с мамой, по-моему, жениха, да, там попросили, папа увлекался фотографией, и после свадьбы мне пришло сообщение, мол, типа, вы можете нам отправить все фотки, мы хотим, типа, сами обработать. И я такая, черт, нет. Ну, как это? Ну, там, ребята так делают? А разве так делается? Разве так можно делать? А как это? А как что? Ну, в общем, я нет, постеснялась. Такая, ну, в смысле, я уже тогда снимала в RAW, ну, то есть уже не в JPEG, в RAW, который надо обрабатывать через Lightroom, да, который не откроет обычный просмотрщик там и все такое. Думаю, ну, как это я? Ну, нет, нельзя. И после этого, видимо, на меня обиделись, и мне прислали такую... После того, как я отдала свадьбу, мне прислали сообщение, что это отвратительная любительщина и, короче, жесть. Я жила на неделю на валерьянке. Это от папы? Но от мамы, получается. От мамы. А сами молодожены вроде все норм. То есть я им писала, то, что, ребят, там так и так, все норм. Да, все норм, все. И очень, конечно, удивительно, я не знаю, что тогда... Ну, почему я не остановилась? Ну, то есть обычно, да, люди, наверное, когда первый раз что-то пробуют, и у них такой плохой отзыв, они такие, ой, черт, нет, я больше не буду этого никогда делать. А тут у меня может быть какой-то внутренний запал такой, да как так, типа, да не может быть, ну как, я же умею, ну, типа, я же вроде умею фоткать, там, ну, может быть, не совсем, конечно, на 100 я отсняла, ну, там, на 70, но не совсем, короче, так плохо все. И я, может быть, захотев доказать что-то самой себе, я пошла дальше. И вот я сняла первую свадьбу, и потом как-то через знакомых, ну, потому что город маленький, да, все друг друга знаем, и как-то вот пошло вот это вот сарафанное радио начало работать, и плюс вот в Инстаграме страничка, я очень много выкладывала работ, и тогда, когда вот, так как первый раз работала с Сашей и с Димой, меня сразу добавили в группу, тогда была группа у нас фото-видео Иркутск, меня сразу добавили в эту группу, и там иногда какие-то скидывали там заказы, что-то, по-моему, даже оттуда брала. Ну и, в общем, за счет того, что я выкладывала очень много работ, у меня было очень много заказов. Ну, то есть я все показывала и все такое, потому что несколько раз было такое, я помню, в группе, что, мол, писали, эй, ты вообще, типа, кто такая, откуда взялась, только начала, и у тебя уже столько, типа, работы, что за фигня? Я такой, блин, я просто показываю свои работы, ну, людям нравится, и как бы люди пишут и заказывают, что-то хотят, почему нет? И все вот, ну, именно помогло то, что вот я очень много выкладывала. Ну и плюс сарафанное радио, то есть советовали там. Потом познакомилась с ведущей, с Натали, и вот она очень много тоже начала советовать. Вот много свадеб было с ней именно. Мы как-то с ней так сработались, поймали волну, так скажем, общая какая-то вот пошла то, что
то, что все, что она делает, я так смотрела, думаю, блин, классно, вот это правильно. То есть после этого, я помню, после нее, когда работала с другими ведущими, часто было такое, блин, что ты делаешь, ты же неправильно это делаешь. Нет, торт надо по-другому. Нет, это надо по-другому делать. Почему они делают так? Часто такое было за счет того, что чаще с ней работала, и как бы все, что она делала, тогда вот это правильно, да. Вот это Она так. еще подкидывала заказы, да? Да, очень много заказов от нее было, очень много молодожен у нас общих. Прям Вот много. смотрела подкаст с Нестеровым, он тоже там... Саши, да, смотрела, Он да. благодарил вот Наталью Да. за Ну, помощь тоже. Это правда, да, она, она советует то, что ей нравится. Когда ей что-то не нравится, она не будет никогда советовать. Поэтому я знаю, что у нее есть определенный список, который ей нравится и который она советует молодоженам на встречах. А за сколько Вот ты так. сняла эту первую свадьбу? По-моему, 1010. Что-то такое. Или 12, что-то такое было. Или типа 10 и 2000 комплиментов. Типа, что-то такое. Потому что я помню на банкете я гоняла вообще, как не знаю, как это сказать-то, как вообще просто туда-сюда, туда-сюда. Дима еще ко мне подошел, остановись, а? Ну, на секунду притормози. Не могу. И просто по всему залу. Я, кстати, до сих пор так бегаю по всему залу. Не могу заставить себя остановиться, да. Ну, еще плюс это, наверное, к физическому состоянию, то, что когда ты приезжаешь на банкет, это уже, получается, ты отснял почти весь день, да, и вот ты снимаешь первый банкет и начинаешь понимать, что у тебя начинает болеть спина, фотоаппараты у нас тяжелые, да, все начинает болеть, и я просто физически понимаю, ну, в голове такая думаю, блин, если я сейчас сяду, я больше не встану. Ну, то есть это же есть такое, пока ты работаешь, пока ты на адреналине, ты бегаешь, все, да, как только ты позволишь себе расслабиться, все, ты такой сел, и потом тяжело заставить себя встать, поэтому как бы вот, ну и в принципе я до сих пор каждую свою свадьбу, каждый банкет, я проживаю его вместе с ребятами. А вот Прям. первую свадьбу сняла за 10 тысяч, получается, а потом в этом же году ты по-любому повысила. И да, примерно получается, за сколько первую снимала? свадьбу вот я сняла в феврале, потом в марте, 2 марта, по-моему. И потом у меня как-то так пошло, то, что у меня сразу же весь год заполнился. Одну, кстати, свадьбу мне Леша дал, Павлов. Да, он мне написал, говорит, блин, срочно надо, там у ребят, короче, что-то случилось, там фотограф, форс-мажор, и фотограф не смог, поэтому выручи, пожалуйста. А там буквально неделя до свадьбы была. Вот, он мне подкинул в этом же году это было. Он мне подкинул свадьбу одну. Потом, помогло, наверное, Саша в группу скинул после моей второй свадьбы, я выкладывала фотки у себя в Инстаграме, он увидел. Красновский? Да, он увидел, заскринил и скинул в группу фотку, и, блин, ребят, крутой конкурент растет. Там просто визги-пизги, просто вау, Саша похвалил, обалдеть, вот это да. Да, и вот он скинул, и прям... это придало, немножко уверенности, что вау, круто, я могу. И к цене вернемся, получается, первую за 10, потом я 15 или 16 поставила. И весь год снимала так, да? за 16, да, где-то так. А вот ты же говорила, что в RAW уже снимала, да? Да, сразу. Как ты научилась обрабатывать вот так сразу? Или тогда ты день рождения вот тогда училась? Дни рождения, наверное, вот это помогло. Я просто когда только начала даже вот свою дочку фотографировать, вот камера была 500D, и уже как-то, уже заметила, что JPEG немножко тяжеловато тянется. То есть вот он прям вот тяжеловато в обработке с ним работать. И после того, как я пошла на детские дни рождения, где-то не хватает света. Камера у меня, считай, была 500D, и один объектив вот этот китовый 17-55. И садясь за обработку, я поняла, что мне не хватает, где-то вот света не хватило, да, то есть надо вытянуть. А JPEG он не тянется. И я начала изучать, я очень много Ютуба смотрела, прям очень. Я всю беременность сидела, смотрела Ютуб по обработке, по ретуши, по всему. И вот я поняла, что, надо, снимать в равке, и равка тянется. И вот детские дни рождения я начала в равках снимать, да. И уже поняла, что она лучше тянется, чем JPEG. Вот, и свадьбу также уже в равке. Да, потому что я помню, когда у меня еще вот исходники-то присели с первой свадьбы, я такая, блин, они весят, там, тогда было гигов 40, по-моему, с 500-ки, ты что, да, это сейчас у меня свадьба по 100 гигов весит, а тогда было где-то 30-40, и я такая, что, как это, 40 гигов, нет, я вам не дам, да, точно, равки, да. А сейчас ты бы отдала исходники? Нет. Не отдала бы все равно? Нет. Я вообще до сих пор даже, вот когда я фотографирую, снимаю,
У меня до сих пор такое есть, я боюсь показать на фотоаппарате, типа, картинку. Ну, то есть, когда пытаются, я, очень редко показываю. Я делаю по-другому, я когда снимаю свадьбу, я сохраняю же в телефон все, у меня камеры с Wi-Fi, я сохраняю тут же фотки в телефон, обрабатываю, тогда уже скидываю ребятам. И причем на любой съемке, неважно, свадьба это или что-то я другое снимаю, прям, какой-то страх такой есть. Это долбанная самоуверенность в себе, которая отсутствует. Наверное, она играет роль. Ну и плюс вот я же обрабатываю фото все, ретушь делаю абсолютно каждой фотографии. То есть, вот свадьбы у меня там прогулка, например, там кадров 400-600. Бывает больше. Убираю то, что, как я считаю, убираю те вещи, которые не видит человеческий глаз. То есть камера, она же более детально все видит, все разглядывает и показывает абсолютно все наши, даже там поры бывают, да, то, что человеческий глаз не видит. И я стараюсь убирать эти моменты, потому что, хочется, и мы все девочки, я тоже вот девочка, когда себя на фотке, вот именно на профессиональный фотоаппарат совсем все по-другому, нежели ты себя на селфи делаешь на телефон. Камера, она видит намного больше. И я стараюсь просто довести до того, что... До идеала. Не то, что до идеала, а именно то, что видит человеческий глаз. Чтобы было все красиво. И плюс убираю там какие-то временные недостатки, то есть я не люблю там прыщики, простуды. Я сама просто на свадьбе была с простудой на полгубы. Вообще я очень знаю, что это как закон подлости. Всегда именно перед свадьбой что-нибудь да выскочит. И чтобы это не портило впечатление на всю жизнь, я это все убираю. Я все это ретуширую. Поэтому я делаю так долго. А сколько ты свадеб отсняла, как ты думаешь? Больше 200. 237-я, по-моему, вот крайняя была. Я веду, у меня табличка в Excel. Да? Я записываю дату, имена молодожен, банкетный зал, где был банкет, сборы, где были, кто был видеооператор, кто был ведущий, Ничего себе. где была прогулка. У меня прям все четко. С 2016 года. Да, у меня ведется подсчет. Поэтому вот как-то, почему я говорю, что у меня больше свадеб с Натали, потому что веду список, и как-то она делала у себя рилс, ей нужен был с молодоженами. И у меня, получается, даже есть таблица, у меня есть таблица по каждому году. И есть таблица общая «Все свадьбы». То есть по каждому году там все съемки, а все свадьбы там идет таблица именно свадеб. Причем я записываю свадьбы только полные дни. Я не веду учет, в этот все 237, сколько я тебе сказала, это от начала, от сборов до конца программы ведущего. Плюсом я еще снимала очень много просто регистраций, просто прогулок, их я не ввожу в этот список. То есть, наверное... 300, много, в общем. В ЗАГСе я была много раз, в общем, и там ты бюджет тоже да, записываешь. конечно, да. И вот в этой таблице все свадьбы у меня под каждого ведущего свой цвет. То есть там Самитей у меня там, по-моему, фиолетовый, Натали зеленая, Саша Нестеров желтенький, кто у меня там еще есть? Вот именно с теми, с кем часто, вот они выделены цветом. Чтобы даже самой видеть. Просто интересно, да, статистика, так скажем. А какая свадьба из этих 230, да, самая тебе больше всего запомнилась? Я так, наверное, не смогу сказать, выделить какую-то одну. Я почти каждую помню, просто у меня там в какой-то свадьбе больше всего там сборы запомнились, какой-то свадьбе запомнились, там прогулка, где-то банкет, то есть, немного, со всех. Я так такой, не скажу, наверное, не самая именно такая лучшая свадьба там или что-то, я не это имею в виду. Вот прям сразу запомнилось так и сразу в голову приходит. Блин, это такой, как-то был случай, просто когда там начинаются какие-нибудь, на всех свадьбах это суета, да, то есть всегда какой-то происходит кипиш, там с утра много народу, всегда какой-то происходит, бешеный ритм это, да, все. И когда я вижу, что, например, там невеста начинает нервничать из-за того, что там, я не знаю, у нее чуть-чуть платье, там длиннее, чем она планировала. Это такие все мелочи. Говорю, ребят, бывает, как-то у меня был банкет. Это вообще, кстати, клево, на самом деле клево было. Тогда было, конечно, немножко страшновато, но сейчас вспоминаю с улыбкой. Это был ковидный год, когда отменили банкеты, поотменяли банкеты именно в банкетных залах.
И у ребят была свадьба в июле, и их очень долго мурыжил банкетный зал, типа, мол, да, все, мы вам проведем, и в последний момент они просто нет, там все отказывают. А у них там неделя, ну, через неделю свадьба, там гости, вообще просто бедные, и они находят, в общем, какую-то фирму, не знаю, короче, ребят, которые сдают шатер. Они просто привозят шатер на любую, как я поняла, территорию и ставят его. В общем, была у нас свадьба на Усхотыне, поставили шатер. Погодка была вообще, короче, пошел дождь, ветер, и в середине банкета у нас просто падает шатер. И мы его всей толпой видим, все вообще гости, все просто ловим. Гасит свет, гаснет все, вообще вырубается, темнота полнейшая. И кто-то там в середине: давай наливай. Просто это было очень круто. То есть, ну, вроде бы такая страшная ситуация, да, казалось бы, там, паника, там, блин, что делать, но, блин, ребята так круто из этого выкрутились, то, что и весело, да, и как бы вот это вот кто-то спел «давай наливай». И, в общем, вот на этой атмосфере и все там «на счастье, ура!». Но это вот из именно банкетов, наверное, это самая запоминающаяся была, потому что, ну, вот, это, я не знаю, у кого еще такое было, чтобы на банкете упал шатер на тебя, это вообще... А он там какие-то балки, типа, сломались, и он, получается, крыша на тебя опустилась. Он такой был, типа, вот как... Не такой крепкий, например, как в Ленских зарях, да, а чуть-чуть... Ну, так, он тоже большой был, но немножко конструкция чуть-чуть послабее. Вот, да. А там все кайфовали дальше, да? Вообще, ну, там потом все наладили, как бы, я помню, я схватила фотоаппарат, а у меня еще вспышки же стоят на стойках. Еще, ну, вода то, что полилась, там еще вообще, в принципе, было, ну, до этого много таких нюансиков, то, что где-то вода протекала, где-то что-то, и там ребята переживали за технику, за аппаратуру, то, что, ну, там, диджей, да. И вот когда он упал, да, погасился свет, я сходила свои вспышки камеры в обнимку и такая стою со своей аппаратурой. А что делать? Но эту ситуацию очень быстро устранили. Загорелся свет, я не знаю, там генератор, не генератор, что. Очень кооперативно, быстренько собрались, притащили какие-то бревна, поставили обратно шатер, включился свет, и все, ребята продолжали как бы, типа, ну, я говорю, вот это вот в темноте давай наливай, это просто вообще сгладило абсолютно. Ну, но это, да, это, наверное, самое такое большее, что запомнилось. Это Круто. Было весело. Круто. Да. А какая свадьба или работа тебе послужила таким большим толчком в карьере, как ты думаешь? Ой, я даже не знаю, я до сих пор... То, что большой толчок, не толчок. Я никогда не стремилась к каким-то там высотам и каким-то... Я вообще, если честно, не очень люблю, когда говорит топовый. Ну, типа, когда особенно вижу в профиле написано топовый фотограф. Ну, что, блин, ну, немножечко... Ну, именно для меня это, в общем, я никогда к этому не стремилась. Я просто делаю то, от чего очень сильно кайфую. Не знаю... Не было такого, чтобы именно после какой-то... Ну, то есть вот я как начала, и, в принципе, как бы оно все идет, у меня есть свадьбы всегда. Мне пишут всегда. Застоев такие... Ну, вот в ковид, наверное, да, немножко меньше было. И сейчас я много отказываю из-за здоровья. И, ну, у меня немножечко как раненая пташка, с рукой немножечко проблемы, поэтому... Нет, толчка никогда не было, оно у меня все так и идет плавно. Оно как началось вот с 16-го года февраля, оно вот как-то у меня все так и идет свадьбы плавненько. тогда. Да. Да. Самое такое большое количество свадеб было в 18-м году, вот я недавно смотрела. Прям там я снимала и по воскресеньям, и по четвергам. Ты там вообще... Это вообще была жесть, и после этого я поняла для себя, что я, в принципе, это долго всегда обрабатываю, я очень долго отдаю фотографии. Но в этот раз вот я такая, я вообще не вывожу, блин, так нельзя. Так, и все, я начала немножечко сокращать. То есть я начала делать прям календарики, начала это все выкладывать и писать, то, что, ребят, вот в этом месяце я могу только столько взять свадеб. Там, ну, то есть я прям показывала то, что все здесь занято, зачеркивала там крестиками, показывала, что... Вот, начала немножечко, вот после 18-го года начала чуть-чуть уменьшать количество. Я вот помню тот год, ты тогда вообще хайповала, и... Тогда вроде 25 же стоило, да? Ну да, что-то такое было, 25-30. Или 30, да, ну где-то так было. И вот у тебя очень много заказов было, и я думал, а как ты отдыхаешь? Как ты отдыхала? У тебя было время? Как я отдыхала? Я даже не знаю, кстати, у меня тогда даже, получается, на даче не было особо возможности, да? Как сейчас, например, у меня все свадьбы по пятницам, и в субботу я уезжаю на дачу. Раньше, ну, тогда такого не было.
Ты Ну, прям как сказать, отдыхаешь? монтировала всегда, вот приходила? Ну, обрабатывала. Ретушь, да, всегда сразу же. Ну, нет, на самом деле, летом, когда много свадеб снимаешь, ты, наверное, сам знаешь, что обрабатывать не всегда получается сразу. То есть, как бы не хотелось, и каждый год я себе говорю, блин, нет, Юля, вот мы начинаем год с чистого листа, у меня нет обработки, я сейчас начинаю снимать свадьбу и должна отдавать сразу. Никогда так не получается, к сожалению. Как бы я ни старалась, блин. Потому что ты, ну вот 18-й год возьмем, да, например, рассмотрим. Ты снимаешь там четверг, пятница, суббота, там, четверг, пятница, суббота. Иногда воскресенье. Ну, воскресенье это было редко, там 2 раза в месяц, наверное, да, так, а в основном четверг, пятница, суббота. И получается, вот после этих 3 дней ты дома отходишь 3 дня в коматозе. Ну, просто, то есть ты, ну, во-первых, свадебный фотограф – это очень большая работа, тяжелая, да, я считаю. Ты не только фотографируешь, ты же психолог, ты же подружка, ты же фотограф, ты же в течение дня, ты организатор и все, вот просто все, что вот, все, кто затронут на этой свадьбе, все специалисты, в какой-то момент до банкета все это делаешь ты один. И морально именно ты устаешь вот от общения, ну, Да, вот от да, этого, да, морально. то есть, ну, ты немножко устаешь, и получается, вот после 3 дней ты отходишь еще 3 дня в коматозе, потом ты один день такой, вроде взбодрился, сел за комп, собрал всем анонсы, ну, то есть там немножко фотографий, да, чтобы у них сразу было. Ну, и на следующий день ты уже идешь снова снимать свадьбу, поэтому летом не получается обрабатывать, и в итоге ты все лето чисто только снимаешь, и вот в сентябре садишься за обработку. Ну как, у меня почему-то каждый год я думаю, вот, зимой буду обрабатывать. А в итоге зимой все равно работаешь. Не получается. Ну я еще такая, так, все, съемки не беру на этой неделе. Юля, здравствуйте, нам надо прямо сейчас. Черт. Ну да, давайте. Я безотказная, это моя проблема. Это моя проблема, вот это вот безотказность, что я не могу четко сказать нет. Ну и плюс я сама очень все равно, когда я снимаю... Я кайфую от этого, да, как мы сегодня с тобой уже говорили об этом, да. Я от этого кайфую. И когда я делаю кадр, я живу. Ну, то есть, что бы ни случилось, ну, бывает же, да, у нас в жизни у всех там кого-то теряем, там, ругаемся с кем-то, что-то происходит, что-то там, не знаю, техника сломалась, еще что-то. Вот в такие периоды, когда я иду на съемку, когда я начинаю снимать, я забываю абсолютно все. Ну, то есть все, что там, как-то, когда берешь камеру в руки, оно все остается там. И ты, ну вот как ты говоришь, да как ты отдыхаешь. И я, получается, отдыхаю только от моральной усталости, наверное, да, на свадьбах, то, что, ну, еще громко кричишь. У меня бывает после свадеб голос. Даже бывает на 3-ю свадьбу приходишь. Ребята, я сегодня не могу орать. Видеооператор, ори за меня. Типа такого-то. Вот, и, ну, то есть устаю только вот голосом и морально, а именно в плане... Помню, кто-то как-то в группе, да, в отпуск я, что ли, полетела, и фотик с собой, кто-то типа, зачем ты еще камеру с собой в отпуск берешь? А как это без, ну, типа, как можно без камеры? Если бы она была у меня чуть легче, я бы, наверное, и в город ее всегда с собой таскала, когда иду куда-либо. Но так как она тяжелая, ее, к сожалению, с собой не потаскаешь, ну, на телефон всегда, как бы, то есть, ну, для меня фотография, это я живу этим, это моя жизнь. Мне отдыхать от этого особо не требуется, как бы. Ну, я не хочу от этого отдыхать, мне нравится это делать очень сильно. А как ты находила силы вот на 3-й день? Энергетик, наш лучший друг. Как по-другому? Сейчас я вообще даже 2 дня подряд больше не снимаю. Все. Не Вот снимаешь, с этого да? года, да, с этого года все, я прекратила снимать 2 раза. Ну вот в июне крайний раз я снимала 2 свадьбы подряд. А в августе не будешь? Все. Точно? Июль у меня чисто вот по пятницам свадьбы, и в августе у меня пока только 2 свадьбы, и пока я больше не беру. Чуть-чуть надо руке отдохнуть, восстановиться. Вот. А что за травма? Вот. У меня получается, ну вот с 18, наверное, после 18-го года, когда, короче, 3 дня работаешь подряд, на 3-й день такую боль замечаешь в руке. И когда я просыпалась после 3-й свадьбы, такая, блин, что-то рука побаливает. Ну ладно, я же 3 дня отпахала, фотик-то тяжелый, пройдет. Все, 2 дня поныла, прошла. Я к этому привыкла, то есть это было, ну, длилось 3 года, наверное, 4. И в этом году в марте я снимала свадьбу, и вот, как я уже сказала, когда я снимаю, я отключаюсь. То, что все, что происходит там, чтобы у меня не было, даже какие-то боли, они все забываются. И
Я фоткаю на банкете, я прям помню этот момент, танцы, все там, света еще так много было на свадьбе, ребят, вообще все круто. Я держу, получается, этой рукой вспышку, и вот есть же вот этот прием, когда фоткаешь и камеру так, ау, Вот так, это, и да. вот типа вертишь, чтобы вот эти огонечки Да, размывались. да. И я, получается, это делаю и чувствую резкую боль в руке. И такая, а люди-то, ну, типа, они же стоят, и такая, да, фоткаем дальше. Все, я, получается, забила на эту боль, продолжила дальше, и на утро просыпаюсь и чувствую, что что-то не так. И вот в течение 2 недель у меня болела рука, вообще не отпускала. Вот просто я каждое утро просыпалась, иногда даже со слезами поднимала руку с подушки. То, что запястье вообще перестало, ну, вот больно делать вот эти движения, вот так. И все, я пошла к врачу, я испугалась, я думала, может, я сломала, ну, типа, трещина там, то, что вот фотик тяжело держала, и вот, типа, рукой крутила, может быть, что-то повредила себе. Пошла делать снимок, такой думаю, ну, вдруг, да. Нет, все нормально, переломов ничего нету, и вот начала ходить по врачам, и мне сказали, профессиональная травма, это болезнь маляров, там, ну, кто работает кистями, кроищиков, в общем, кто работает часто кистями. Это вот проблема, к сожалению, которая у нас появляется и с нами навсегда, она не проходит, поэтому, ребята, коллеги, если много съемок, берегите свои кисти, пожалуйста, особенно девочки, одевайте бандажи, ну, то есть вот я врача спрашиваю, то, что если бы я изначально, вот когда у меня была нагрузка, я бы всегда в бандаже была, меня бы это спасло. Она говорит, ну, скорее да, чем нет. А ты сейчас носишь Потому бандаж? что я сейчас должна ходить постоянно в бандаже. Ну, сегодня что, я не стала светить им, да? А так как бы я должна в нем постоянно ходить, и на работу мне сказали, я должна одевать вот этот жесткий бандаж, который, ну, такой типа со спицами. Мне мама его принесла, я его одела и поняла, что, ну, я не могу фотоаппарат крутить, типа, мне неудобно, а у нас же как, получается, мы снимаем и часто руку поворачиваем вот так, и то есть вот эта часть у нас постоянно вот так ходит туда-сюда. И за счет этого лучезапястный сустав начинает вот немножечко страдать. Там какая-то жидкость, которая помогает движению суставов, она, короче, куда-то пропадает. В общем, начинаются такие вот проблемы. И когда вот мне мама дала этот бандаж жесткий, я поняла, что я тогда не смогу камеру повернуть, либо мне придется локоть поднимать. Это, короче, жестко неудобно. И такая думаю, ладно, забила. Продолжаю все равно, конечно, снимать в легком бандаже, но все равно как бы немножечко вот уколы закончила. Сегодня крайний укол поставила. Лечусь, в общем. Ну, не знаю, как бы восстанавливается, не восстанавливается. Ну, посмотрим. Ладно. Ну, лечись, бережем себя. Лечись, выздоравливай. Да, это спасибо. самое главное, думаю, в жизни вообще здоровье. Ну да, Работа к сожалению, ни за может- какие деньги не купишь, никакие сейчас суммы мне не помогут, чтобы восстановить. И вот ты говорила то, что вы фотографы, как ведущий во время прогулки, там и все, много функций, да? Ты считаешь то, что должна быть подругой или не обязательно это? Ну, тут Жениха и все невеста. зависит от человека, наверное, какой он хочет получить результат. И, ну, вообще нет, это, наверное, зависит от человека, от самого отношения человеку к этому всему, да, к тому, что он делает, то, чем он занимается. Я просто сама по себе такой человек, что я всю жизнь за всех переживаю. Я там, вот я прихожу на свадьбу и вижу, что там невеста нервничает. Мне важно, чтобы она была в хорошем... Ну, даже возьмем то, что от этого напрямую зависит мой результат, да, то есть мне нужно, чтобы она у меня счастливая, красивая, довольная была на кадрах. То есть поэтому как бы я вот стараюсь сглаживать все ситуации всегда, поддерживать. Я, правда, искренне переживаю за всех своих ребят всегда и за все, что происходит вокруг. То есть я, когда прихожу на сборы, вообще обожаю сборы, когда вот именно... Даже бывало такое, помню, то, что ко мне приходили там, ой, нет, нам только ЗАГС, а нам сборы не надо. Я такая, как это без сборов, типа? Ну, и вот я объясняла, типа, ну, понимаете, мне в первую очередь сборы нужны даже для того, чтобы с вами познакомиться, посмотреть на ваше окружение, на вашу семью, на ваши отношения, да. Ну, для меня это важно. Мне важно быть близко к невесте в этот день, да, то есть чтобы как-то... Как вот я уже говорила, да, что я никогда ни зачем не гналась, я не гонюсь ни в какие там толпы, не толпы. Я делаю то, от чего я кайфую, я делаю то, что мне нравится. И в первую очередь я хочу создать для ребят воспоминания, и воспоминания такие, которые, когда они через много лет откроют, посмотрят, чтобы это вызывало эмоции, чтобы они возвращались в тот день. И
не просто там, да, картинку там куда-нибудь на Майвет отправить для получения какого-нибудь ярлычка. Нет, я создаю картинки именно для того, чтобы у ребят остались воспоминания. Мы создаем историю, то, что мы делаем, то, что мы снимаем. Пускай это не будет там история России, да, как вот я сейчас сидела, смотрела красивые книжки, но мы создаем историю семьи, мы создаем эти фотографии, которые ребята будут смотреть из поколения в поколение, они будут передаваться, и с этого начинается, наверное, да, небольшая история их, ну, как? Нет, это не начинается история их семьи, а, ну, такой один из самых ярких моментов их семьи, да, потому что часто же семьи там 10 лет живут, и потом свадьбу играют, потом нет, не начинается, но один из ярких моментов, он вот, я считаю, ну, я делаю важное дело, наверное, да. А есть же вот клиенты, которые дистанцию держат. Вот. Ну, бывают такие. Ну, снимайте, делайте нам репортаж, делайте нам постановку какую-то, и все. Но держат на дистанции ну, тебя. У меня, наверное, за все, сколько вот я сняла, у меня очень редко такое было. Я такая ко всем найду подход. То есть, ну, как бы, ну, и вообще, как такие люди, мне кажется, которые очень сильно держат дистанцию, они, наверное, других заказывают. Ну, это не твои клиенты? Да, это, наверное, не мои клиенты. То есть я больше, мне нужно быть рядышком. Я такая. Круто. Да. А у тебя был тот человек, который тебя учил фотографии или направлял тебя, можно сказать? Ну, конкретно такого человека, наверное, нет, никогда не было. Я смотрела много мастер-классов, уроков. Я ходила к нашим местным ребятам, я ходила к Лёше. Это самый мой первый мастер-класс у Лёши Павлова. Это я пришла, я тогда еще не снимала свадьбы, я фотографировала вот репортаж, там детские дни рождения такое. Выбор техники. Вот, у него какой-то был такой мастер-класс, типа для новичков. Я ходила на мастер-классы к Вадиму и к Жеке. Да. И Женю. Да, причем у Вадима я ходила на групповой мастер-класс, там я познакомилась со многими ребятами, вот там видео Петя Конешников снимал тогда. Вот, я с ним познакомилась, там 2 дня у него был, 1 день съемка, 2 день обработка, вот я со многими ребятами там познакомилась. Я ходила на мастер-классы, да. Типа, тоже да, больше для того, чтобы знакомиться с ребятами. Ну, то есть мне было интересно именно это, я такая, ну, наверное, больше общительная, чем нет, и вот мне было очень важно познакомиться с ребятами, узнать их, а как. Потом несколько я покупала мастер-классов онлайн, со вспышками очень круто мне помог Игорь Цаплин. Свадебный фотограф есть такой очень крутой. Вот именно со вспышками, вот как освещать банкет. То есть, когда я начала снимать полные дни, поняла, что, блин, я вроде все научилась делать, но вот банкет немножечко хочется дожать и как-то делать еще лучше. Я вот купила Игорем Цаплина мастер-класс, посмотрела, как правильно вспышки ставить по залу, разобралась в этом. И вот чем больше я начала ходить на мастер-классы, вот онлайн, смотреть людей, ну, вот ребят на Ютубе, раньше казалось всегда, что вот эти вот все ребята, которые очень-очень клевые, они какие-то казались такими, вау, необыкновенными, да. Потом вот знакомясь с ними, узнавая, я начала понимать, что, блин, на самом деле это такие же ребята, обычные, как мы все, но они очень крутые по характеру. То есть они, ну, в принципе, как, хотела сказать такую вещь, мы все фотографируем, у нас у всех одинаково нажимаются кнопки, одинаково мы смотрим в эти окошки. Да, у нас могут быть разные фотоаппараты, там Canon, Nikon, Sony, там что еще у нас есть, да, Pentax, там, не знаю. Мы все делаем почти одно и то же, но различаемся мы тем, что у нас как отбор. Различает нас отбор. Для кого-то, допустим, это фото будет брак, а для другого это будет вау. И мы различаемся характерами, эмоциями, как мы к этому относимся. И вот именно, мне кажется, отбор — это самая важная часть успеха наших работ. Потому что даже у самых великих фотографов, там, возьмем вообще там самые древние времена, там, когда все это только начиналось, там Magnum, есть такие сообщества фотографов, великих репортажников. Даже у них есть браки, даже у них есть плохие кадры, даже у них бывают неудачные съемки и все такое. Мы отличаемся, ну, то есть нас делает крутым то, что мы отбираем. Вот. То, что все мы отбираем по-разному составляем серии, отбираем кадры.
И вот это, мне кажется, нас делает какими-то особенными, что ли. Потому что фотографируют все вокруг, особенно сейчас. На телефоны все подряд фотографируют вообще сейчас. Каждый, не знаю, на свадьбу приходишь, это как есть это смешное видео, да, стоишь с фотоаппаратом, и вокруг тебя с телефона все, и ты такой просто ты думаешь, ну зачем я сюда пришел? Ну, то есть фотографируют все подряд сейчас, вообще абсолютно многие. Но отличаемся мы тем, что мы по-другому совсем видим, мы делаем отбор и, ну, вот, различаемся тем, что вот как наши характеры отражают нашу, ну, вот, это видно в наших отборочных кадрах, которые мы показываем людям. Мы же не все показываем, что Ну сняли. да. И вот мне, Да. мне кажется, самое сложное в фотографии свадебной, вот это отбор, да? Сколько ты делаешь фотографий за свадьбу, и сколько из них проходит отбор? Сколько Ой, времени это кошмар. занимает, отбор вот этот? С появлением камеры R5, которая просто бешеная пушка, которая за раз делает миллион кадров, у меня за свадьбу стало выходить по 7-10 тысяч кадров. Да, вот. И И оттуда 1000 проходит отбор. ну, 2 последнее время я оставляю. Ну, честно, я считаю, что сейчас это мой минус. Мне надо учиться лучше сортировать, мне надо больше удалять фотографий. Мне нужно меньше оставлять количество, потому что я оставляю много похожих, иногда я даже, кажется, брак оставляю, пропускаю. Причем это очень плохо, потому что иногда, к сожалению, попадаются такие люди, которые, знаешь, вот дай им 100 фотографий, и, допустим, 90 фоток будет «Вау, супер, космос!», и 10 будут не очень. И вот попадаются такие люди, которые вот из этих 10 скажут: блин, все мусор вообще, все отстой. Хотя им 90 фоток нравились, но попались вот эти 10, все отстой, все. Блин, к сожалению, попадаются такие люди, и ну, они учат тому, что нужно лучше сортировкой заниматься, то есть нужно больше вот сортировать. Ну, еще как-то мне говорили, типа, я снимаю в серийном режиме, то есть у меня вот, ну, и что у меня сейчас Mark Тут 4. как автомат. Да, у меня сейчас Mark 4 и R5, да, вот получается, Кэноны. Они фотографируют очень быстро, я снимаю все в серийное. Как-то мне один из ребят говорил, типа, нафига ты снимаешь серийную, снимай покадровое. И как-то я пошла, ну вот свадьбу, по-моему, снимала, и такая эксперимент для себя, ну, может быть, правда, попробовать кадровую. И я поняла, что я пропускаю многие моменты. Ну, то есть, типа, многие люди моргают несинхронно, я не знаю, вот они вышли поздравлять вчетвером, впятером, вдесятером стали, они же все по-разному моргают. Да. И если я делаю один покадровый кадр, ну, а мне нужно сделать штук лучше 20 и выбрать из них всех, где они точно попадут все одновременно, где открыты глаза, чем у меня будет один, типа, не попавший кадр. И поэтому я вот пробовала себя в покадровое и поняла, что нет, это не мое, я лучше буду делать серийное. То есть, ну, серийную у меня есть больше вероятность того, что я успею хороший кадр поймать. А сколько времени Поэтому занимает выходит отбор? 7-10 тысяч кадров. Ну, вообще, если вот взять именно в чистую, да, вот чтобы обработать свадьбу, нужно, наверное, потратить 1 неделю. Причем это, я считаю, 7 дней, это вот чтобы вот не вставая вообще сел и сидишь до талого. Возьмем там покушать, поспать, там Да. еще также у меня есть семья, да, есть какие-то личные дела. В общем, уходит на неделю, ну, где-то недели 2-3, наверное, на одну свадьбу. И поэтому, так как я делаю по очереди, то есть то, что я сняла в июне, ну, то, что я сняла в августе, я не могу начать делать, пока я не сделаю то, что сняла в июне. Да. Поэтому сроки у меня раньше было 2-3 месяца в договоре, сейчас я продлила на полгода, потому что я поняла, что я не справляюсь, я делаю долго, когда я начинаю торопить себя, я начинаю косячить, я начинаю косячить сортировкой, я оставляю кадры, которые надо было бы убрать, я начинаю косячить иногда в цвете, то есть, к сожалению, наша работа, она такая... Мы не машина, не робот, да? То есть мы садимся, когда делать цвет, нам нужно вдохновение. Если мы будем себя заставлять, как-то у меня уже такое было, когда я себя заставила делать одну свадьбу, я на следующий день села и переделала все, потому что мне не понравился цвет, я там закосячила, Глаз увидела еще поздно. устает, наверное. Глаз устает, замыливается, то есть ты прям сидишь, у тебя прям как будто песок в глазах, блин, там цвет не видишь, и когда вот ты, в общем, заставляешь себя делать быстро, потом в процессе ретуши я вижу косяки, что, блин, у меня у подружки тут было оранжевое платье, а я его сделала розовым. Ну как так? И я сажусь и переделываю все заново. Поэтому вот я перестала себя заставлять, продлила срок на полгода, сократила количество свадеб, намного сократила. И сейчас буду делать именно вот, подняла цену, соответственно. Сейчас буду на качество стараться именно. Ну, и чтобы вот оградить себя от морального вот этого давления, когда будут фото, давайте быстрее, давайте быстрее.
В своем посту в 2022 году даже в Телеграм-канале ты писала вот про это, то, что ты делаешь долго, но с душой. И ретушируешь вот это каждые мошки, каждые прыщи. Ты, наверное, единственный свадебный фотограф, который все фотографии ретуширует. Это же правда? Да. И ты не устаешь вот от ретуши? 1500 фоток. Иногда устаю. Откуда сила на это? Я говорю, я компьютерный задрот. Я прям вообще, я люблю это делать. То есть я прям... Это мой, как антистрессовая терапия мошка. Это просто вообще. Ну и плюс, я пыталась как-то, я помню, снимала свадьбу бесплатно ребятам, друзьям. Но я там снимала только прогулку и часик банкета. Ну, вообще, коротко это было в том году, позапрошлом. И я такая думаю, блин, Юль, ну вот давай вот надо сделать быстро и попробуем, отберем кадры, которые надо отретушировать. Я отобрала, а потом, когда села собирать галерею, такая, блин, а вот этот кадр тоже клевый, а он не отретуширован. Блин, как так? И я больше на это время в итоге трачу. Поэтому я уже себя проверяла, что можно было бы, типа, выделить какие-то кадры, отретушировать, а какие-то нет. Но нет. Я поняла, что я лучше отретуширую все, чтобы потом, когда у меня понадобится где-то недобор фоток, например, в галерее, мне нужно добрать еще, я их открываю, они не отретушированы. Блин, я буду ретушировать все. Все, я все делаю. А вот ты сказала то, что вас отличает отбор. Но я могу сказать, вот то, что ты ретушируешь, это тебя отличает тоже. Еще я могу сказать то, что у тебя по обработке твой стиль называется fine art, вроде как. Ну, мне так говорили. И мало кто так снимает у нас. Расскажи про этот стиль и как ты пришла к этому. Я вообще, когда, появилась вот эта любовь к свадьбам, когда я поняла, что мне это очень сильно нравится, я люблю это делать, я тогда смотрела зарубежных фотографов. Я смотрела, я не знаю, как правильно, Хосе Вилла или Джосе Вилла. В общем, есть такой файнарщик, он первооткрыватель. Ну, файнарт вообще это что? Это съемка на пленку, по идее, да? То есть файнарт это приближенные вот цвета вот эти к пленке. И, в общем, я вот смотрела зарубежных фотографов и поняла, что мне нравится вот этот цвет зелени, мне нравится вот этот цвет кожи. И когда ты делаешь светленько, ну, как... Девочки все-таки любят, когда немножечко когда светлее, у нас нежнее кожа становится, все неровности, это все уходит. Да, и вот я поняла, что мне нравится этот цвет, и начала пробовать его. Кстати, я помню тогда на мастер-классе мне сказали, что я не смогу сделать этот цвет, потому что у нас другой цвет кожи и другой цвет травы. Кто сказал? Я туда такая... Жека. Вот, и я-то такая думаю, как это не смогу? Ну, все же бегунками меняется. А я дотошная, и когда начинала, я сначала покупала пресеты, покупала там просто в интернете у фотографов, которые нравятся, и я их изучаю досконально всегда. То есть я прям открываю каждую там вкладку, уровни, кривые, прям смотрю, что отвечает за то, чтобы было вот так, какой цвет, какой бегунок мне надо повернуть, чтобы у меня так было. И все, я начала это изучать, смотреть и поняла, что зеленый цвет нужно просто подвинуть, вот сама шкала зеленого, ее можно двигать, и цвет меняется. Вау, круто! Также меняя цвет, насыщенность, вот это все. То есть я всегда говорила, не надо бояться дергать ползунки. У меня как с камерами все интуитивно, то есть я просто тыкаю все подряд, я точно ничего не сломаю, вот давай посмотрим, нажмем, и что получится. С обработкой точно так же. Давай подвинем, потрогаем, посмотрим, что получится. Все, начала трогать бегунки, поняла, как добиться такого цвета. И начала делать именно так. То есть я делаю цвет, вот, чтобы мне, чтобы нравилось. И плюс, когда я начала снимать свадьбы, я поняла, что когда до этого я фотографировала семейный репортаж, я вообще очень сильно экспериментировала с цветом. Просто ужасно. То есть я там поворачивала до такого, что там у меня синяя кожа где-то была или еще что-то. Я вообще на это не смотрела. Я смотрела, вау, зато у меня в тенях фиолетово, как красиво. Начиная снимать свадьбы, когда начала снимать свадьбы, я поняла, что, нужно следить за цветом кожи. Кожа всегда должна быть цветом кожи, не трупным цветом каким-то, да, а она должна быть ровным, персиковым, красивым цветом. И цвета должны быть максимально естественными, то есть там, когда идет свадьба,
Они там, у них эти чаты подружек, они тратят столько времени, столько денег на то, чтобы купить ткань именно такого цвета, пошить, да? А мы, фотографы, просто берем и меняем этот цвет на фотках. Ну, как так вообще? Я помню, когда это видела, думаю, да не... Ну, даже сама садилась, типа, у меня, помню, проблемы раньше были с красными свадьбами. Садишься делать, и такой, черт, красный цвет. А я же двигаю кожу вправо красный, чтобы она немножечко такая персиковая становилась. Как мне платье оставить красного цвета? У меня прям эта проблема была. И вот, и в свадьбах я поняла то, что цвет должен быть более естественным. Ну, то есть он... И еще такой момент, когда отдаешь клиентам фотографии, они накладывают свои фильтры. Да. И если у тебя какой-то специфический свой вот цвет, например, там с каким-нибудь, как я раньше делала, оттенки фиолетового в тенях, когда они накладывают свой фильтр в Инстаграме или еще где, это просто жесть. Ты просто смотришь и плачешь на это, типа, только, пожалуйста, меня не отмечайте, это не я снимала, если что, да, типа такого. Вот, и как бы вот я пришла потихоньку к тому, что нужно цвет более вот естественным сохранять, его цвета, чтобы они были похожи, близки к жизни, и все, и как-то вот такой цвет и вышел, то, что, ну вот, то есть я делаю то, что я смотрю, чтобы мне нравилось. То есть цвет, я слежу за кожей, кожа должна быть красивого, живого цвета. И стараюсь сохранить цвета одежды. Вот, в принципе, так я к этому цвету, наверное, пришла. Все. А кто-нибудь кроме тебя снимает в этом стиле? Да. Сейчас как-то страшненько сказать, но мне кажется, после меня вообще много кто начал такой цвет делать. Как, типа, есть эпоха Жеки, да, которая вот похожий цвет на Жеку. И вот когда я начала в таком цвете снимать, я помню вот первые года вообще, почему у меня было очень много пар. Ко мне приходили и говорили, вот у всех цвета одинаковые, у вас вообще другие, отличаетесь от всех. Ну, мне кажется, во-первых, потому что я была одной из девочек, да. На то время тогда еще были другие девочки, но они все равно не так, как бы, они, по-моему, вообще цвет не обрабатывали, да, кто был. И как бы вот именно говорили, то, что отличаешься очень сильно цветом. Да, отличался. И я вот реально, тогда когда я начала, помню. я была, ну, я единственная, наверное, кто в таком цвете А Виктор снимает. Заболоцкий? Он начал чуть-чуть позже. Позже, да? Ну, вообще. Либо я тогда просто не смотрела, я не знаю, сейчас врать не буду, побоюсь, не знаю точно, но я лично заметила чуть позже. Он начал этим интересоваться, он там тоже какие-то мастер-классы именно по файн-арт. То есть я именно по файн-арт мастер-классов по обработке никогда не покупала. Я смотрела фотографии, то есть у меня в сохраненках, у меня именно такие цвета, я их добивалась сама. Ну, то есть я смотрела картинку, анализировала, так, здесь цвет зеленый такой, оранжевый такой, это светлое, это то. Я помню, мне даже многие говорили, типа, у тебя вообще просто все засвечено. Я всегда говорила, нет, у меня по гистограмме все четко, все ровно, никаких засветов. Я в Lightroom смотрю в это окошечко с правой стороны в углу, у меня там все четко, никаких ни засветов, ни провалов в тенях, все нормально. Вот, и получается, да, вот Виктор начал чуть позже, вот я увидела у него то, что он даже вообще же себе камеру покупал, пленочную, по-моему, даже снимал. Я давно не смотрела, честно. Я вообще крайне редко смотрю наших ребят, ну, как бы, кого знаю, не смотрю, потому что я сразу себя ничтожеством чувствую. Я только захожу смотреть наших ребят и просто, блин, как круто они все, куда я лезу? Ну, у меня проблемы с самооценкой, они есть, и, к сожалению, никак никуда не денешь, я веду над этим работы, но пока безуспешно. Вот, я стараюсь не смотреть местных, чтобы еще как бы не закапывать себя. Ну, то есть... Еще раз повторюсь, который раз, да, я просто делаю то, что мне нравится. А кто твой любимый фотограф из местных? Из местных Да. любимый фотограф? У меня их много. У меня есть список прям в заметках. У меня есть мои любимые фотографы Якутска. Топ-3 назови. Ну, Жека у меня там идет на первом месте. Там у меня там много. Там Жека Уранхай. Я чисто именно только свадебщиков записывала, да. Я записывала свадебщиков. Там, получается, Сережа. Сега? Нет, Бызы, который. Ага. Я не помню, как у него фамилия. Сережа, вот. Потом у меня там Джудуит, да, вот. Жека, Джудуит, да, как в Инстаграме у него. Вот, ну, я считаю, что он вообще, он
все круто делает, абсолютно все, что он снимает, у него прям вообще супер топ, прям очень красивые цвета у него классные, все. И я любила одно время очень сильно Женя Данилов, он, по-моему, сейчас не MJ. снимает, MJ, да, он вот, и у него цвета, кстати, тоже такие вот, мне кажется, похожи немножко со мной, они более такие светлые, и вот зеленый цвет. Вот, но это, наверное, вот они, у меня в заметках 10 человек, которые, если мне пишут, когда меня хотят на свадьбу, и я либо занята, либо просто не могу взять, я всегда скидываю прям этот список. Я даже делала его в Инстаграме, прям выделяла ребят, отмечала и отправляю. Ну, там чисто свадебщики. То есть, вот, допустим, у меня раньше Кеша Хатылаев был в этом списке, но он ушел со свадеб, ну, как бы перестал брать, и поэтому я его как бы убрала с этого списка, потому что, ну, хочется отправить, как ребята, когда просят помощи, они хотят получить, ну, типа, вот, скиньте нам, кого можете посоветовать, и чтобы было... Они написали, ну, там, кому-нибудь, и не было ответа, ой, я не снимаю больше. Я, ну, стараюсь следить, что вот точно ли снимают эти ребята, и скидываю, вот у меня есть список своих любимых фотографов. И, ну, нет, топ-3 нету, нет, не могу сказать. У меня там 10 человек, они мне все очень нравятся. Махса, блин, как вообще я могла забыть, я вообще фанатка его ярая просто. У него настолько... эмоциональные фотки, яркие, дикие, это просто вообще... Вот, кстати, хотела же сказать и не договорила, когда я начала на мастер-классы ходить к ребятам, что я заметила, да? Фотография каждого фотографа, можно увидеть его характер, можно увидеть его... Какой он человек. И чем... Ну вот, возьмем Махса, например, да, он же вообще всегда улыбается, я никогда его грустно вообще никогда в жизни не видела. Сколько раз я его встречала, он вообще мега позитивный человек, и у него фотки такие же, у него просто это вообще яркость 3000, блин, эмоции всегда просто зашкаливают. И очень похож, вот и Жеку возьмем, например, да, вот он сам по себе, ну, он же не сильно разговорчивый, он такой задумчивый, и вот фотографии у него такие же очень глубокие, задумчивые, со смыслом, то есть вот реально мы все, вот наш характер, наши эмоции, все отражается в фотографиях. По нашим работам можно понять, какой мы человек. И все вот эти крутые фотографы, когда смотришь, даже московские, питерские, вот тот же Игорь Цаплин, ну, типа вот когда идешь кому-то на мастер-класс или попасть в какую-нибудь крутую группу, блин, они такие все активные и бодрые, ну, такие прям вау. Блин, вот она главная, типа, загадка успеха. Просто вот будь крутым. Именно человеком, ну, то есть будь общительным, движовым, у тебя все будет классно. А почему у тебя в прайсе один пакет? Ну, я раньше не брала неполные дни, потому что у меня есть такая проблема. За собой я замечаю. Даже когда меня берут не на полный день, типа вот меня берут там на 2 часа банкета. Вот стоят, кто-то поздравляет, например, да, кто-нибудь стоит, поздравления говорит. А у меня, например, время подошло. Я не могу просто бросить, развернуться, уйти. Не могу. Ну, как? Они же еще не... Ну, типа, надо завершить до конца. Или там, как это без тортика? У вас тортик в конце банкета. Ну, как это без тортика? Нужно всегда заканчивать. То есть, как я люблю со сборов снимать с самого начала. Мне важно увидеть вот начало дня. Точно так же я люблю завершать. Я хочу, то есть именно, чтобы была финальная точка. Вот это вот тортик поставлено, танец, вот это все. Поэтому я снимаю всегда полные дни. И я когда только начала, я, по-моему, сразу с этого начала. Потому что, ну, там пытались, там нам надо на свадьбу. Ой, банкет всего пару часов поснимаете, и все. Я оставалась до конца. Ну, я не могу по-другому. Ну, вот не могу я взять и оборвать все это. Я говорю, я проживаю день с ребятами, и мне хочется ставить финальную точку. А у тебя там почасовой написано или прям просто до торта или как? У меня вообще вот прайс мой идет, который я скидываю ребятам, у меня прописано, я снимаю со сборов до конца программы ведущего. А если с 9 начнется до 2 ночи? Ну, такого еще не было у нас в практике, мы же в Якутске, такого не бывает. И, кстати, я поменяла, раньше у меня было написано до 11, до 23:00. А поменяла после такого случая, как-то я снимала свадьбу, и программа ведущего закончилась в 10. И я такая, типа, в смысле уже что ли все? А тогда такого не... Это же сейчас только после ковида стали свадьбы до 10 делать. Раньше всегда до 11. Даже продлевали, ну, то есть крайне редко было свадьба до 10, прям очень редко. И как-то вот я попалась на свадьбе, вот у меня договор был до 23, а банкет закончился в 10. И видеооператоры собираются, уходят, подходят к невесте, она такая, да, все, до свидания, я к ней подхожу, типа, ну что, я тоже закончила? Она такая, нет, у вас же договор до 11.
Я такая, ну да, ну снимайте. И танцы чисто снимать. И я вот ходила, танцы снимала. И после этого я у себя прописала. А там после ухода ведущего иногда даже, так скажем, лучше не надо снимать, потому что там происходит все то, что лучше бы осталось за кадром. Так скажем. Ну как, все мы люди, блин, ребята гуляют, там с 6 вечера отдыхают, поэтому, ну, когда уходит ведущий, снимать нечего. И чаще всего, когда заканчивает ведущий, начинают потихо собирать по столам, то есть молодежь, например, танцует в центре, а, ну, там, родители или тети, дяди, ну, вот кто ответственный, или организаторы, да, они начинают убирать со столов, там все собирать, и, ну, нечего снимать. Поэтому я у себя исправила после этой свадьбы договор, снимаю до конца программы ведущего. Все. То есть я ребятам всегда проговариваю на встрече, то, что если у вас до 10 программы, я работаю до 10, я заканчиваю вместе с ним. Все, то, что я дольше не остаюсь. Вот. Каждая наша свадьба нас чему-то учит. А начать ты можешь с 8 утра, там, с 9 утра. Сколько раз себе говорила и в договоре прописала, что я работаю с 10, потому что я поняла, что физически я крайне редко могу себя заставить рано подняться. И особенно, когда снимала раньше 2 свадьбы, после второй свадьбы очень тяжело рано встать. У меня прописано с 10 в договоре. Но... Да. Помните про мою безотказность? Когда ребята говорят, что у нас сборы с 6 утра, например, да, вот мне Неста говорит, я с 6 утра буду с визажистом собираться. И я понимаю, что если я приеду к 10, ну, мне уже там нечего ловить. Там уже невеста, ну, вообще нечего ловить. И то есть я, ну, хотя бы с 9. То есть я хотя бы к 9 часам, ну, чтобы вот сильно долго тоже не были одни ребята. Хотя бы с 9 тогда я приезжаю. Это бывает крайне редко. Из 10 свадеб я пару раз у меня приходится ехать в 9 утра. Ну, это ЗАГС, наверное, в 11 у них. Ну, типа такого, да. Ну, либо просто вот невеста очень рано сборы у нее. Или что-то запланировано, например. Как-то я свадьбу снимала, у нас сборы были в Ренобо, и у нас там запланирована была съемка на пирсе сборов. Со столиком, с вкусняшками. Очень круто было. Вообще красиво, безумно. Такие кадры. Вот, поэтому, да. Ну, вообще с 10. То есть договор у меня с 10. Я прям ребятам стараюсь говорить, блин, я просто физически свое тело не могу поднять раньше. Простите, пожалуйста. Но иногда есть исключения. Не всегда, но бывают. Когда ты начала вот снимать первые разы якутские свадьбы, как ты там ориентировалась? Как ты там понимала вот все, что сейчас произойдет? Или ты знаешь якутский язык? Типа, нет, не знаю. Нет, я не знаю. Ну нет, ну я вот ведущий, когда там что-нибудь говорит. Ну, когда вообще, в принципе, да, спасибо ребятам, нашим ведущим, когда они видят, что я, допустим, прихожу, вот я когда познакомилась, помню, с Егором Ощепковым, правильно? Кажется, так. Он подходил ко мне и говорил по-русски мне, Юля, сейчас будет это. И уходил. И дальше, то есть я уже ориентировалась немножко. Да? Кстати, вот первую мою якутскую свадьбу, вот я про Лешу уже говорила, Леша мне дал первую свадьбу. Вот это моя первая якутская свадьба была, которую Леша мне дал. Вот она была полностью на якутском. И там ведущий мне просто говорил, вот когда Егор что надо делать. Да, тогда, по-моему, Егор был. Я вот не помню, сейчас, честно, врать не буду. По спискам надо посмотреть. Все же записано, все учтено. Но да, вот когда видят, они как бы подходят и просто, ну, помогают вот в этом. Ну и потом уже через 3 свадьбы уже всё сама уже влилась, знаешь, как рыбка. Я уже все шарю. Ну и, в принципе, у меня крайне редко такое бывает, чтобы я ушла куда-то с площадки. То есть, допустим, я крайне редко могу себе взять и позволить выйти в туалет, например, на банкете. Или там, ну, я не курю, мне везет, да, мне не надо выходить никуда. Ну, в общем, я крайне редко позволяю себе отлучиться от банкета. Я, в принципе, всегда по пятам хожу за ведущим, либо по столам. И то есть, когда что-то начинает происходить, я очень быстро реагирую на это и всегда успеваю все это схватить. Вот. Да, в принципе, проблем нет. Ты снимаешь и русские свадьбы, и якутские, и армянские. Да. В чем отличие вот главные? Ну, главное отличие, наверное, в традициях. И вообще банкеты по-разному проводятся. То есть на русских свадьбах больше перерывов, больше танцев, больше конкурсов. На якутских свадьбах идут предпочтения, дают поздравления. То есть идут очень долгие поздравления. И, ну, долго говорят, и много поздравлений. И там разделено первый стол, второй стол. Ну, типа, и там первый стол, допустим, поздравления, второй стол музыкальный.
И армянские свадьбы — это только танцы. Это только танцы, танцы, танцы. Все традиции, все, что у них происходит, с самого утра они начинают танцевать. Блин, это самый энергичный народ, которого я видела. Я каждый раз хожу, 2 раза я уже снимала. И вот 2-й раз я ходила просто... Я хочу столько же энергии. Что, с какого источника вы пьете? Я тоже хочу. Очень энергичный народ. Я очень быстро... я не вывожу, чуть-чуть, честно. То есть на банкете мне прям... Я уже чувствую... Ноги гудят, спина болит, у них все танцами. То есть каждая традиция, которая происходит, там вынос шашлыка, там что-то, все с танцами сопровождается. Вот. Самые спокойные, получается, наверное, якутские свадьбы для меня. Да? Это самые такие, где можно отдохнуть. То есть я подхожу, делаю кадр и могу немножко выдохнуть, если... Например, на русских я гоняю, как там, и на армянских гоняю просто без остановки, то вот на якутских иногда получается выдохнуть. Когда тосты долгие, вот. Да, тогда вот выдыхаешь. И все равно я не позволяю себе уходить с площадки. То есть даже если я в этот момент не снимаю, я все равно стою и наблюдаю за залом, что вдруг происходит. какой-то момент произойдет. Да, конечно, да. Вдруг, бывает там поздравления, на якутском же поздравляют, и я же не понимаю, о чем говорят. И бывают такие моменты, когда... какой-то сюрприз, там, не знаю, какой-то крутой подарок, вау, или что-то, и я в этом моменте всегда должна быть наготове. То есть вот, кстати, основная причина боли в руке, что фотоаппарат никогда не опускается. То есть я как в начале банкета подняла руку, я только в конце банкета ее опускаю. Ну, это настоящий профессионализм. Редко, редко кто так снимает банкеты. Да. Раньше, я помню, ты больше всего работала с Димой Стефановым и Майком Люком. Было дело. И до этого, может, еще с Сашей Красновским. И с кем тебе из них больше всего нравилось работать? На самом деле, из всех вас, даже я тебя в этот список включаю, мне со всеми с вами комфортно работать. Мне некомфортно работать с ребятами, которые снимают первый раз, или с ребятами, которые часто у нас телевизионщики снимают свадьбы, банкеты по знакомству. Вот с ними тяжело, потому что они не знают, что такое свадьба. И с ними прям... А я еще такая, я дотошная, эмоциональная истеричка. Когда что-то идет не так, я нервничаю. То есть, когда, например, там на банкете... сейчас тупой пример приведу. Например, у нас начинается выездная регистрация, ставят стульчики, которые остаются пустыми. Я психую. В смысле, вы делаете выездную, вы ставите стулья, значит, они должны быть наполнены. Мы же сейчас снимать будем, у нас в кадре должно быть. И я начинаю в эти моменты истерить. Извиняюсь перед всеми, пожалуйста, меня простите, но я прям говорю, нет, стоп, давайте вот заполним сначала. То есть и вот все вот эти мелочи, когда что-то идет не так, не знаю, там, когда, например, ребята, которые свадьбами не занимаются и идут снимать свадьбы, они не знают, как там, в какой момент нужно где стоять. И я из-за этого нервничаю. И нормально так нервничаю. Там в кадры лезут или еще что-то. Когда с техникой плохой приходят свадьбы снимать, я этого вообще терпеть не могу. То есть, я по свету вот так снимаю, а мне видик рядом стоит и говорит, у меня объектив так не может. Какого хера ты идешь снимать свадьбу с таким объективом? Извини, чувак. Вот с вами мне нравится работать. Я люблю работать с ребятами, которые знают свое дело и которые делают это хорошо, и у которых хорошая техника. Это все равно, я считаю, что свадьба — это тот вид съемки, который... Сюда нельзя приходить неподготовленным. То есть даже когда я шла свою свадьбу первую снимать, вот у меня была уже камера профессиональная, то есть 5D Mark III, у меня была вспышка, которую я как раз купила ради этой свадьбы. То есть я там мужу ныла, мне надо идти на свадьбу, у меня нет света, что я буду делать? Так нельзя, я так не могу. То есть я позаботилась о том, чтобы я понимала, что условия ты можешь снимать, я не знаю, в подъезде, еще где-то, ты должен ко всему быть подготовленным. Нельзя идти неподготовленным снимать этот день. Поэтому с вами, со всеми ребятами я люблю работать, которые, занимаются своим делом. А если и подстроиться могу к любому. Хорошо. А если вопрос так задать? Майк или Стефанов? Это вообще подстава. Я не могу сказать, потому что очень часто я с ними двумя работала. Но на Майка я просто где-то чаще могу кричать. Уйди. Но он мне просто говорит, не нервничай, тише, ты чё? Так, нет, не могу сказать, он или он, потому что чаще мы работали с ними, они вместе были. Сколько вот я с ними работала...
Да, из них чаще они оба, короче, были. А вот ты вот сейчас говорила то, что ты вот нервничаешь, когда много народу, ну, когда все идет не Когда по плану. что-то идет не по плану. Да, не да, по плану. когда А что-то идет не помнишь, так. когда ты работала, и вас было то ли 5 человек, целый отряд на свадьбе, прям с утра? Вас много-много было. Да, И как ты справилась там? блин, тяжело. Я плакала на этой свадьбе. Да. Но, блин, мне так дико стыдно, на самом деле, перед ребятами, потому Почему? что... Ну, вот именно на этой свадьбе мне надо было забыть о эмоциях и врубить профессионализм. Мгм. А я забыла немножко про это. И я нервничала от того, что... Ну, там было слишком все, короче. Нельзя, нет, фотограф должен один работать. Ребята тоже устают. Ребята тоже устают, даже когда работают фотик и 2 видика. Ребята сначала, допустим, это делают для фото. Когда я работаю одна без видика, у нас бывают такие моменты, когда видеооператора не берут, и работаю только я фотографирую. Все проходит очень быстро. Прям, я еще такая, я не люблю долго ему солить. Я быстро, все, готово. И вот когда я работаю одна, вот честно, у меня прям бывают такие моменты, в середине прогулки я такая, блин, что еще делать? Блин, у нас еще 2 часа прогулки, а я уже все, что могла, сняла. Блин, что делать? Поэтому я обожаю работать с видеооператорами, потому что как происходит? Я сняла, я делаю шаг назад, видеооператор снимает свое. И я уже где-то там из-под руки, да, ловлю тоже какие-то кадры. То есть видеооператорами в 2 раза это увеличивается. Соответственно, ребята сначала позируют для меня, потом для видео. Когда появляется еще один фотограф, у нас разные взгляды, разные, не знаю... Ну вот там я совершила, считаю, ошибку, что мне надо было из-под руки также просто фоткать. А там немножко сыграло вот это то, что я не могу прочувствовать ребят до конца, потому что их все дергают, давайте сюда, давайте туда. В общем, это было в моей практике за все 230 свадеб всего 1 раз, и я больше такого не хочу. А сколько вас было? Ну, получается, нас было официально 2 фотиков, и плюс было еще парень, который... Я там так и не поняла до конца, сам он пришел или его позвали, но был еще один парень. Тоже фоткал? Он был на сборах, и потом на прогулке где-то с нами катался, но я там чуть-чуть на него гаркнула, тоже поступила не очень профессионально, я потом перед ним извинялась, когда где-то его встретила. Говорила, чувак, прости, пожалуйста, но больше так не делай. Хочешь поснимать свадьбу первый раз? Позови любых молодожен, одень на них свадебные наряды, ни одна пара не откажется снова одеть свое платье и костюм. Предложи, пофоткаются с удовольствием, но влазить в свадебный день, когда и так напряженная ситуация, ну то есть вообще свадебный день это очень суетной день. Кто-то где-то нервничает, кто-то переживает, нужно успеть туда, нужно успеть сюда. Мы ничего не можем повторить, изменить, повернуть, потому что у нас сегодня вот только 1 день. Пошел дождь, блин, придется выкручиваться, фоткать в дожде, ты никуда не повернешь, не отменишь. Ой, давайте завтра перефоткаем. Нет. То есть в любой ситуации ты должен быть готов. И когда появляются лишние вот эти люди, которые мешают твоей работе, когда, то есть у тебя есть вот, допустим, зона ответственности, и еще плюс какой? Когда 3 фотографа, допустим, у меня есть четкий список в голове, что я делаю в этот день, да, что мне надо, у меня есть список кадров, которые я должна сделать, у меня есть четкие, там, допустим, после ЗАГСа, вот, инструкции, которые я делаю, там, вышли с ЗАГСа, встали так, сяк, там, потом с родителями, обязательно с папой, с мамой, вместе, вот все вот это. И когда появляется кто-то другой, который может сделать то же самое, ты уже начинаешь тупить. Ты такой, типа... Блин, а я вот это вот сейчас сфоткаю, а вдруг он уже тоже это сфоткал? Блин, или, а вот это вот надо было сфоткать. Блин, а может он это... Короче, ты начинаешь тупить, и у тебя идет сбой в программе. Ну, просто сбой, ну, троить начинаешь вообще. И нет. А там еще операторы были, да? Видики были... А я не помню, сколько было. 2 видика еще. 2, по-моему, было. Вас 5 было, да, в общем. 2 или 3 было. Единственное, классно, когда, знаешь, делают 2 фотографа. Вот я очень круто, мы снимали Васю с Наташей, с Кешей Хаталаевым. Он снимал сборы Васи, я снимала сборы невесты. И потом, когда мы встретились, ну, как-то вот, я не знаю, это, наверное, еще от фотографов зависит, потому что вот когда мы снимали с Кешей, как-то вообще гладко все прошло. Он где-то уступал, где-то я уступала. Как-то все очень гладко вообще получилось, и в итоге, ну, очень круто. И, ну, ребят у нас было 2 еще. Вот, кстати, в чем проблема. Тут были ребята вдвоем, и мы как бы, ну, очень в тандеме получилось, все очень легко.
А там было много народу на прогулке, причем были и друзья, и родители, все. О, ну. Было, в общем, ну, это такая была напряженная довольно ситуация. Тяжело, да? Да, была. А Так молодожены нельзя не делать. устали? Не устали? Да устали, мне кажется. Да не, устали, конечно, Сниматься так устали. столько. Да, там еще, знаешь, я когда вот снимаю ребят, я почему-то говорю же, да, то, что я постараюсь быть поближе к невесте. Допустим, я смотрю такие моменты, бывают невесты, которые не любят насекомых. Ну вот она да. боится их, вот ну зачем я буду заставлять ее идти в эту гребаную траву, если она боится насекомых? Зачем мне это делать? Я стараюсь эти моменты все тоже как бы, ну, то есть я сразу смотрю, если она начинает нервничать, и вот когда я одна с ними, я тут потихонечку хоп-хоп все урегулирую. Типа, ой, нет, конечно, давайте выйдем на асфальт, давайте, ну, мы можем фоткать где угодно, почему нет? Главное, вы сами, да? Сейчас даже по городу, как бы, ну, наконец у нас красивый проспект стал, можно снимать там. То есть я стараюсь вот эти моменты все контролировать. А когда я не одна, и нас много, в общем, да, это было тяжело, больше так не хочу. Простите, пожалуйста, все. Твой любимый момент в свадьбах? Ой, у меня их много. Встреча молодожен. Обожаю. Причем у меня есть песня, которую я включаю, стараюсь на встрече молодожен. Я с собой на колоночку. На первой встрече, имеешь в виду? Да, когда встреча молодожен, типа вот, когда невеста уже готова, она в платье, да, такая вот красивая, и он заходит, или нам, ну вот там всегда по-разному происходит все это. У меня с собой колоночка, я включаю песню, эмоции, вот это все. Вот очень люблю вот этот момент, когда ребята встречаются. Люблю момент в ЗАГСе, когда начинают поздравлять, подходить, когда слезы, вот эта вот эмоциональность, да. Люблю на банкете, когда поздравляют друзья и какие-нибудь, ну, тоже, кстати, вот чаще всего почему-то самое эмоциональное поздравление от друзей, даже не от родителей, а от друзей, слезы, все вот, ну, я люблю те моменты, где самое большое количество эмоций. А в выездной церемонии ты плачешь? Да, я всегда реву. Ой, я на самом деле на очень многих моментах реву. Я реву на танцы папы с невестой, если они есть, эти танцы, реву. Как-то у нас было, делали видео раньше, поздравления для родителей, типа вот молодожены, там сначала они сидят с детскими фотографиями, рассказывают, вот, а это там мое детство, потом они вдвоем вот эти лавстори, когда включают, я всегда реву. Там... Я очень эмоциональная. Я помню, как даже вот снимали, помнишь, свадьбу Натальи и Сергея в Палладиуме, да, вроде было? Да. И там тебя поблагодарили, да, и ты там да, тоже... с днем рождения поздравили. с днем рождения, да, у меня, получается, 21 августа мы снимали, у меня вчера был день рождения. Я вот не помню... ну да, они знали об этом, да? Да. Там еще такой момент был, то, что я снимала до них тоже свадьбу в свой день рождения. И там никто об этом не вспомнил. А тут у меня он уже прошел, он был вчера. И меня поздравили. Да, это вообще... Крутая свадьба Это была. было очень круто. Вообще очень круто. Вот такое, кстати, запоминается очень. Да, очень сильно. Это очень классно. Кстати, вот про эмоциональность у меня же часто, вот когда происходят какие-то ситуации, выбивающие там плохой отзыв или еще что-то, я все это очень близко к сердцу принимаю, всегда очень сильно переживаю, и для меня это дикий стресс. И я помню, раньше мне всегда говорили: Юля, надо перестать это все так принимать, надо меняться, надо учиться быть жестче. Я помню, как-то села такая, подумала, если я перестану все принимать так к сердцу, я же не могу отсортировать плохое не принимать и только хорошее принимать. Такого не бывает. Мы либо делаем все, либо ничего. Я тогда для себя поняла, что если я буду учиться становиться жестче, я не знаю вообще, возможно ли такое в практике становиться жестче, я не знаю, бывает ли такое, но я потеряю то, что я, свое отношение, то, что я делаю, у меня получается благодаря моему отношению к этому. И если я буду учиться становиться жестче, я потеряю этот взгляд. И ты до сих пор вот воспринимаешь так же, да? Как раньше. Мы сегодня с Димой об этом говорили, Стефановым. И он сказал спасибо про это. Я не могу без этого. Ну, то есть, я просто понимаю для себя, что
становиться жестче, это значит в плане всего. И перестать воспринимать все те моменты, которые я близко принимаю, не только плохие, но и хорошие. Вот эти все моменты трогательные на свадьбах, да, там, когда родители поздравляют, когда родители детей поздравляют, когда друзья обнимаются, когда какие-то сюрпризы делают, когда там невеста для жениха готовила какой-нибудь номер или еще что-то, и я перестану все это воспринимать. Поэтому я для себя сделала выбор. Хорошо, я буду принимать удары и плохое, как говорится, там черный пиар — это тоже пиар. Да? Поэтому, да. Ну, ничего, я восстанавливаюсь немножко быстрее сейчас. В основном, ну, кстати, в большей части благодаря вам. Вы меня очень поддерживаете. Вот в последней ситуации я очень рада, что я в вашей группе, что у нас есть эта группа, в которой вы реально поддерживаете и говорите правду. Ну, то есть где-то кто-то может сказать: блин, Юль, ты перебарщиваешь, там, да, может, стоит посмотреть, там, все-таки ты что-то не так сделала. Либо кто-то скажет: блин, Юлька, все супер, я посмотрел фотки, все классно. Ну, вот это очень помогает общение с коллегами. Оно прям вообще... И ты вот очень позитивная во время свадеб, во время съемки, заряжаешь такой хорошей энергией. А бывало ли такое, что ты просыпалась вот с плохим настроением и шла вот на работу? Бывало, но придя на свадьбу, у меня поднимается настроение. Вообще всегда? Вообще всегда. Да. Всегда, да. Всегда. Забываешь об этом? Да. Круто. Ты в прошлом году отсняла мою свадьбу как подарок даже. Вообще круто сняла, вообще классные фотографии с разных ракурсов, все такое. Мы смотрели, офигели. Ну, как в натуре фильм получилось. И вот, хотел спросить, спасибо тебе большое за это. И хотел Спасибо спросить, тебе, вот что ты не устаешь вот так бегать, там с разных ракурсов, прям разнопланово так снимать? Нет, интересно же. Да? Да. Ну так интересно, как, ну типа... Я же еще, когда выходят поздравлять много людей, когда ты стоишь в одной точке, тебе кого-то не видно. И чтобы увидеть кого-то другого, тебе нужно поменять точку. И плюс вот, когда поздравляют долго и много говорят, мне скучно стоять на одном месте, и я начинаю, типа, мне хочется сфоткать ваши эмоции, как вас поздравляют, да, издалека. А мне хочется сфоткать, наоборот, вас со спины, как вы смотрите, например, да. Вот Ну, это то есть классно вот, было. ну, мне это интересно делать, несколько кадров одной ситуации. Ну, и плюс от того, что я думаю, блин, а вдруг вот ему вот это не понравится, а вот с этой стороны понравится. И я делаю много-много со всех сторон кадров, да. Ну, классные фотографии. Спасибо я тебе очень рада, что большое. понравилось. Я переживала, Спасибо я большое. всегда переживаю. Конфликты с заказчиками. Бывают ли они? И как ты решаешь, если они бывают, проблемы? Ой, как я решаю? Пью таблетки, отключаю телефон, ложусь спать. Нет, шучу, конечно. Ну, их было не очень много, ну, то есть за все мои 200, ну, больше 200 свадеб, да, ну, наверное, если в общем взять, было раз 5, да, из которых раза 3 мы решали все мирным путем, ну, то есть там нормально писали, нормально, есть нормальная претензия, есть нормальный как бы ответ, ну, то есть конкретно скажите, что именно не нравится. То, что я могу переделать. Конкретно говорят, я стараюсь переделать. Типа там один раз у меня случай был такой, то, что ребята просто хотели собрать фотокнигу и не знали, как самим обрезать кадры. И им там, допустим, они хотели вот это, а тут торчит чья-то рука, и им это не понравилось. Я говорю, ну можно же кадрировать. Ну типа, вот. Там вышла ситуация, я просто ребятам помогла собрать книгу. Вот. Потом была ситуация с цветом. В смысле, они же выбирали твой цвет, нет? Там я так, если честно, до сих пор не поняла. Либо, ну, как у меня еще предположила я как-то то, что на каких устройствах они смотрят. В общем, там с цветом проблема какая была, то, что у ребят была зимой свадьба, мы поехали в ботанический сад, и они хотели светлые фотографии. Типа мы снимали в студии сборы, невеста хотела светлые фотографии, и родители тоже. При том, что родители были в черных нарядах. И она говорит, и в итоге, типа, я хотела светлые фотографии, специально взяла вас, а в итоге светлые фотографии оказались только, где я в белом платье. Ну, кстати, ну, как бы, я считаю, что это логично. Люди в черных костюмах, ну, куда еще светлее, я же не буду выбеливать костюмы. То есть мы тут не сошлись именно, наверное, в каком-то понимании цвета, что ли, я не знаю. В общем, эта ситуация на молчании разошлась, ну, то есть там ничем не закончилась. Ну, то есть просто на тишине, как бы, да, то есть просто сказали, что не нравится,
Ну, а я что могу сделать? Я не перекрашу вам черные костюмы или там на фоне снега в сиреневом пальто. Ну, в общем, мы не поняли друг друга, и конкретных претензий прямых, типа вот как на предыдущей было, типа вот у нас тут рука торчит, можно ее просто обрезать с кадра. Ну, окей, без проблем мы все это сделали. Тут, получается, ничем не решилось. И было еще, значит, не 5 раз, раза 4 было всего. И были ситуации тоже, ну вот последняя у меня самая ситуация была, в которой вы меня очень сильно поддержали, помогли мне. Там вообще непонятно было, так и не поняли. Еще до этого тоже со светом было в том плане, что, типа, мы выходили из ЗАГСа, вы же видели, что солнце светит с другой стороны. Что, извините, я не смогла развернуть солнце или развернуть ЗАГС. Ну, то есть, такие непонятные. Не по ну, сути. как бы, да. То есть тут... И что на таких конфликтных ситуациях я делаю? Ну, развожу руками. А что я могу сделать? Мне очень жаль, что я вас так расстроила этим. И ты вот близко самое... к сердцу принимаешь, Конечно, да. Я каждую такую... Я вообще абсолютно каждую свою свадьбу, даже вот ты сказал, вот тебе очень все понравилось, я переживаю абсолютно каждую съемку. Когда я снимаю и когда я сажусь обрабатывать, я смотрю, блин, тут мне вот почему света не хватило, блин, почему я здесь вспышку не поставила, блин, тут почему вспышка не сработала. То есть обрабатывая каждую фотографию, я всегда переживаю, и мне очень... Я переживаю, блин, хоть бы понравилось. И отправляя каждую свадьбу, даже когда я ей дико, прям вообще в восторге, как у меня получилось, я все равно переживаю, а будут ли ребята настолько же в восторге, как и я. Вот я всегда переживаю с каждым моментом. И, конечно, когда я такая отправляю и сижу, блин, пожалуйста, пожалуйста. И когда мне ничего не отвечают, я такая... Я боюсь написать вам, типа, все понравилось, потому что я боюсь услышать ответ. Нет. Черт, нет, пожалуйста, нет. Я молчу, и тем более, когда пишут плохо, все. Это, то есть сначала эмоционально, типа, блин, да как так? Потом, блин, может, я реально что-то не так сделала. Я начинаю закапываться. С каждой претензией я начинаю закапываться, копаю в себе, блин, что же, рассматриваю долго, да, смотрю несколько раз, и там первый раз, блин, как я так могла, потом смотрю дальше, и потом такая, блин, да тут же все нормально. Ну, а как я могла по-другому снять черное платье? Ну, вот как? Я же не могла. Ну, то есть я начинаю очень часто внутренние разговоры с самим собой, в том плане, что... И прям убеждаю, там вот сила, как это, начинаю себя... У меня и так проблемы с самооценкой, да, как я уже не раз сказала, то, что меня... Вот 10 человек мне скажут, вау, какая ты классная, один скажет, что, блин, все плохо, все, я закопалась. И забываю на все эти 10. Поэтому частенько бывает, я в Инстаграме начинаю плакаться, типа, блин, там что-то не так. И меня очень часто поддерживают все. Огромное вообще спасибо всем за поддержку и в то, что верят в меня и разделяют со мной также это творчество. Но я переживаю абсолютно с каждой своей съемкой в том плане, что я восхищаюсь всеми своими фотографиями. 99% я люблю все, что я снимаю. В принципе, то, что мне не нравится, я не буду снимать. То есть я стараюсь в последнее время, если там приходит какой-нибудь заказ, там, нам надо снять то-то, мне такое не интересно, не нравится, я не смогу это хорошо снять. Я знаю, что если мне это не нравится, я хорошо это не сниму. А ты отказывала когда-нибудь от свадьбы? От свадьбы нет. Не отказывал никогда. И вот зря. Потому что вот как раз вот эти 4 не очень ситуации, которые у меня были, моя интуиция на встрече мне подсказывала, что Юля, это не твои клиенты. Да, это не твои ребята. И вот надо было прислушиваться к своей интуиции, к сожалению, не прислушалась. И вот у меня... И как я ты говорила, ты безотказная. Да, и в итоге, короче, вот у меня... я считаю, что это неплохо, и больше 200 свадеб, и всего 4 да, конечно, мне довольно, конкретно конфликтных ситуаций. Как бы... Чаще всего я поняла, что надо общаться с людьми. То есть вот в Инстаграме, например, у меня есть рабочая страница, нужно общаться с людьми и показывать то, что ты делаешь. Чем чаще ты показываешь, тем вероятнее всего к тебе придут твои клиенты, которые знают, как ты снимаешь, знают, что ты снимаешь. То есть вот эти мои конфликтные ситуации были проблема в том, что они пришли ко мне, вроде бы видя мои работы, но в итоге они хотели получить от меня что-то другое, что я не делаю, то есть совсем другое. Да? То есть, поэтому, да, интуицию надо слушать. В конфликтных ситуациях, честно, я, наверное, не умею себя правильно вести. Я себя за это ругаю. Нужно эмоционально воспитывать интеллект. Нет, воспитывать эмоциональный интеллект, вот так скажем, да. Нужно немножечко иначе, наверное, решать эти ситуации. Хочется их...
как всем очень трудно быть для всех хорошим не будешь. И, к сожалению, нам попадаются такие люди, которым мы не понравились, и чаще всего с этим, к сожалению, ничего не сделаешь. Ну, как бы, очень жалко, что так выходит. Я расстраиваюсь, дико расстраиваюсь, особенно когда там я смотрю на эту свадьбу, и вроде все нормально, и ребята вроде говорят, что все нормально, и думаешь, ну как так-то, почему? Такие ситуации расстраивают, хочется, чтобы их было меньше. Но я не умею себя правильно вести в таких конфликтных ситуациях. Я сразу же и там плачу, реву, вместо того, чтобы трезво сесть, оценить. Мне в этом плане муж помогает. Он прям четко меня садит и говорит: так, убираем сопли, слезы, пиши, убирай все свои эмоции, потому что я там могу на эмоциях вообще, я в последнее время стала делать на эмоциях, в заметке себе пишу, выдыхаю, читаю, думаю, Юля, так нельзя. Стираю и пишу нормально. И вот меня Серега этому учит. То, что давай выдохнем, посмотрим, пиши конкретно, что именно не устраивает по пунктам. Давайте там. Взгляд у тебя в договоре прописано, что твой творческий взгляд и вид это вы смотрели работу, вы на это соглашались, как бы извините. Желаю тебе, чтобы такие клиенты тебе не попадались, и чтобы все фотографии были классные, и отзывы огромное. Тоже были классные. Как ты восприняла 6 лет назад обзор своего аккаунта в запрещенной социальной сети от Алексея Павлова? Ага. Так, я его сейчас точно так не помню. Вообще там вроде неплохо про меня сказали. Там, по-моему, был косяк в том, что Леша сказал, что заходишь ко мне на страницу и не видно тебя. Типа, кто снимает, где человек с камерой, кто ты, как ты выглядишь. Вот тогда у меня в тот момент вообще ничего не было. Тогда еще, по-моему, не было актуальных в это время в Инстаграме, если я не ошибаюсь. И я тогда, точно, у меня вообще нету вот моих фотографий, моих портретов. Не видно, кто я, что я, где я. И все. Переживала, когда увиделась, я сажусь, это смотрю, и такая... что скажем? Но вроде, да, все вроде хорошо было. Так, я смотрю один раз, и я тяжело воспринимаю как критику, так и похвалу. Я сразу краснею, там, все такое. Поэтому один раз посмотрела для себя, какие-то заметочки взяла, думаю, да, надо больше себя показывать. И после этого вот появились актуальные, я стала создавать там, где я с камерой есть, кто-то меня снимает. И вот компенсировала это. У многих фотографов есть свой сайт, у тебя тоже есть свой сайт, но у тебя есть еще свадебный гид. Как ты это придумала? И что это? Я его так давно придумала, и до сих пор не могу его довести до конца. Да, в общем, так как я сняла очень много свадеб, у меня есть чем поделиться с молодоженами. И я вроде бы стараюсь на встречах об этом говорить, что-то подсказать, но забываю. И начала вот создавать то есть, когда я встречаюсь, одно время я брала с собой планшет, у дочки украла, да, записала туда несколько фотографий и показывала, там, допустим, вот прогулка в таком-то месте, в таком-то. То есть часто, когда, встречаешься с молодоженами, они спрашивают, а вот куда мы поедем на прогулку там? А вот у вас видели фотки, такое красивое место, а это где? И ты всегда начинаешь сидеть, судорожно искать это в телефоне, где это было, там где-то в папках, начинаешь искать, и, в общем, отвлекаешься. И я вот все чаще и чаще начала замечать, что такие ситуации часто происходят, что я пропадаю в телефон. Ребят, простите, давайте я вам потом покажу. Потом в итоге это всегда забывается, не показывается. Поэтому я начала думать о том, что, надо сразу подготавливать какой-то материал и ребятам показывать, чтобы они смотрели, наглядно видели, куда мы поедем, зачем мы поедем, что, как. И плюс также это помощник мне. Я, вот уже как говорили, нервничаю, когда что-то идет не так. Моя самая больная тема – это бутоньерка. Это прям вообще до сих пор, вот сколько я снимаю свадьбы, 9 лет, мало кто умеет делать правильно бутоньерку. Ее делают либо размером с голову жениха, либо в такой колбе страшенной, которую непонятно куда надо спрятать, либо с такой огромной прищепкой, которую они хотят, чтобы жених прикрепил на карман. Хотя это такой малюсенький цветочек, который крепится на лацкан, как правильно, честно, не знаю, в общем, на отворот пиджака, да, на булавочку. Вот, и чтобы каждый раз это не объяснять, и наглядно лучше видно, я создала
в общем, пришло к тому, что я создала PDF-файл. То есть я открыла в фотошопе, создала файл, начала туда накидывать картинки, как вот красиво, как должно быть, и как у меня было. И написала текстом: ребят, вот так надо, вот так не надо. Ну и плюс расписала, там добавила, где можно сборы. В общем, упрощаешь работу себе. Помогаешь молодоженам и упрощаешь работу себе. Для них это классно, что у них свадьба первый раз, откуда они знают. Я на этих свадьбах каждые выходные, я все это знаю. Всю информацию изложить это тяжело сделать, не всегда получается, поэтому я стала подготавливать такие материалы. А после этого, кстати, вообще придумалось это... Увидела у девочки какой-то в Москве фотограф по площадкам. Там же очень много площадок, не как у нас, да, там по пальцам пересчитать. Там их просто миллион, и она сделала типа книгу по площадкам именно. И я вот это увидела у нее в PDF, там, в PDF, по-моему, формате, и такая думаю, блин, я же тоже могу так сделать, только не по площадкам, а именно в плане своей работы. Это упростит, то есть ребятам нагляднее, лучше видно. То есть когда я им на словах, на пальцах объясняю про бутонерку, они сидят на меня, смотрят, типа, что? Что? Какой цветок? Нахрен? Какой лацкан? Что это такое вообще? Вот, а когда показываешь картинки, они сразу: о, нифига, да, вот так же красиво, вот так это вообще что такое? То есть нагляднее всегда понятнее. Поэтому я придумала сделать PDF, я его уже пытаюсь 3 года доделать, каждый раз добавляю туда какой-то материал, думаю, в этом году я его все-таки добью, потому что, ну, некоторые невесты, которым я скидывала, прям писали: блин, вообще круто, спасибо. Ну, круто, и ты плюс, мне скинул, мне понравилось. Да, и до этого я еще часто же у себя в Инстаграме, в запрещенных сетях, оказывается, да, надо так говорить, выкладываю идеи. И вот раньше, когда я часто это выкладывала, у меня приходили невесты, и я там вижу: блин, как красиво, блин, какие стаканчики, блин, какие сережки. И они мне: это мы у вас увидели. Я такая: блин, так значит, то есть люди смотрят, а у меня часто просто, ну, такое типа: ой, да кому это надо, Юля, ой, да кому, кто это смотрит, это никому не важно. А оказывается, невесты это смотрят, видят, и чем чаще ты выкладываешь это, тем подготовленнее они приходят. И я вот подумала, почему бы вот не сделать файл отдельно вот для невест, которая вот ко мне пришла, допустим, там: здрасте, у нас там через 3 месяца свадьба, да, я им хоп и файл, а там все и по сборам, ну вот я готовлю полностью, там будут фотографии, описание, в общем, я его, надеюсь, в этом году добью наконец-то, он у меня не законченный, как ты посмотрел же, наверное, да, я там много чего не добавила, там я хочу показать полностью всю свою работу, как, что я именно ретуширую, и не могу это всем показывать, потому что вечно стесняюсь и думаю: блин, обо мне вдруг что-то не так подумают, и решила, что именно для невест это будет такой хороший помощник. И не сидеть, не думать: блин, а как вот это интересно делается, а как вот это, потому что, ну, это действительно часто, как, это мы работаем в этой сфере, и мы знаем, что как делается, что как удобнее, что как красивее, что надо сделать, а ребята, которые приходят первый раз, откуда они знают, что сборы делают вот так? Или там, откуда они знают, что на свадьбу можно вот такой аксессуар одеть. Они там не видели такого раньше, думают, что такого нельзя. То есть я помогаю, направляю ребят, и вот, в общем, я доделаю эту книжку, наконец-то, она у меня будет, и обязательно всем невестам буду ее отправлять. Спасибо, что спросил. А ты будешь ее продавать? Толчок для... Нет. Не своим невестам? Я вообще не умею зарабатывать деньги. Не знаю, нет. Ну, подумаем. Сначала нужно его доделать именно для своих невест. То есть хотя бы нужно его доделать, а потом уже дальше посмотрим. Да, опыт наработанный годами все-таки. Кроме свадеб, что ты снимаешь? Ой, вообще я снимаю почти все. Но боюсь коммерческих заказов. То есть там, например, когда надо какой-нибудь фирме что-нибудь там отсняться, пробовала один раз, не получилось. Ну, то есть ребята остались недовольны, потому что у меня больше такие живые кадры, и я ловлю именно какие-то... Ну, то есть мои фотографии больше похожи на карточки, на картинки. А коммерческие заказы, вот эти от фирм, они, наоборот, хотят журнальную картинку получить. Именно такое вот. Такое не умею. А остальное все снимаю. То есть, ну... Семьи, беременность, детей. Студийную съемку. Студийные тоже снимаю. Девчонок в студии вообще обожаю наделать с колорами красивых. А юбилеи, там, выпускные снимаешь? Юбилеи, выпускные, да. Ну, выпускные вот редко, но сейчас вот в этом году снова начала брать, в том году не брала. А в этом году вот один сняла. Один, по-моему, да. Выпускные классно. Ты себя молодым чувствуешь. Ну, типа, возле молодежи у них вообще энергетика другая. И
Они такие классные. Ну, правда, там же ты понимаешь, что ты уже так стар. Типа, когда всякие конкурсы, там какие-нибудь слова, которые ты всю жизнь вроде бы говорила, оказывается, для молодежи вообще не знает, что это такое. Вот. Но и в то же время ты очень круто заряжаешься их энергетикой, и там очень весело на выпускных. Но и тяжело в то же время, то есть тебе надо сфоткать каждого ребенка. Да. А еще я начала делать... Ну, как начала, я уже 3-й год, 4-й, делаю выпускные альбомы в садике. Один всего сад, сразу скажу, не беру со стороны заказов, один сад делаю, который у меня под окнами. Это мой садик, я сама в него ходила, у меня дочка в него ходила, и я вот 3 группам уже сделала альбомы, я сама в фотошопе все рисую, Круто. вообще полностью. Мне помогает фотограф Салдана Тоня, любимая моя, чтобы я без нее делала, мне очень в этом помогла. Ну, получается, ковид был, и надо было дочке делать выпускной альбом, я не умела, и мне воспитательница сказала: Юля, ну что делать? Никого не пустят в сад, придется делать тебе. И вот я написала своей Тоне, что делать, она в Алдане занимается альбомами, она там фотограф, и плюс вот альбомами занимается. Я написала ей: блин, Тонь, помоги, пожалуйста, мне надо сделать, и вот она мне помогла чуть-чуть, и мне понравилось, и плюс то, что я рисую все сама, в фотошопе, я люблю фотошопить, что-нибудь делать, рисовать там, все такое. И, в общем, вот 3 альбома уже сделала, и вот на следующий год тоже буду брать. Вот такое даже снимаю, то есть детей Круто, вообще круто. люблю фоткать. В общем, почти все, кроме А вот все-таки Ньюборн бы коммерческих сфоткала заказов. сейчас? Ньюборн нет, кстати, вот да, еще Ньюборн. А раньше Там же фоткала? вообще типа фоткают, там 2-недельные детки, маленькие, записываются по ПДР. Их-то не такие крошечные, их надо укладывать, Да. нужно иметь очень много реквизита. Вот именно, кстати, ньюборн съемка, мне кажется, это одна из немногих видов съемки, которая требует очень большого количества реквизита. Да. Пледы, корзины, фоны. Можно где угодно, в чем угодно обойтись без реквизита. Но не здесь. Здесь реально... Здесь можно обойтись с одной камерой, да, ньюборн, но реквизитом нет. А сколько ты еще будешь фотографировать свадьбы? Ой, именно свадьбы? Да. Ну, в связи вот с рукой у меня, да. Я сначала думала совсем уходить. Ой, я так плакала долго, помню. Но нет, я поняла, что можно же просто сократить количество. Да. То есть снимать не 30 свадеб в год, как обычно, да, а снимать 10, и все. Совсем без них я не смогу. Мне нравится. Ну, блин, это классно. Классно проживать с ребятами, быть частью... Ты становишься частью их семьи, пускай хоть и на один денечек, но ты становишься. И это очень круто. Но, Ты наполняешься от этого. но так ты еще не гадала, сколько еще будешь? Нет, не гадала. Пока я вижу. Пока я могу видеть, пока мои глаза способны и руки могут нажимать на кнопку, я думаю, я буду это делать. В подкасте с Женей Ванхайм мы обнаружили то, что, оказывается, он снимал твою свадьбу. Ну, точнее, я обнаружил, он сказал мне об этом. Как ты сделала выбор на него? Ну, я тогда уже, получается, увлекалась фотографией. Я уже любила фоткать, я любила картинки, насмотренность все-таки наше все, да. Это 15-й год, да? И свадьба у меня была в 13-м 13-й, году. да? Да, 13-й год это был. Тогда, на самом деле, не так много было фотографов. Я начала искать, и я его нашла сначала на Майведе, по-моему, если я не Где ошибаюсь. он опубликовал твои фотографии. Да, где, Классные да. фотки. Да, вот, сначала я увидела там, потом видела что-то в Инстаграме, и мне понравились его картинки, прям такие. Ну, и из всех, из кого я посмотрела, вот всех, кого могла найти в тот момент, мне он больше всех понравился, да. И тогда, кстати, он не был еще топовым, да, ну, не был таким, типа, да. И я тогда вот увидела, думаю, блин, да, я хочу, чтобы он был. Я прям помню даже в семье, я хочу его, ну и что много денег, я сама, типа. Ну, у нас обычно же родители всегда считают, что фотограф дорого, как так. Вот. Но я тогда была прям настроена, я хочу его, все. Мне больше ничего не надо, вот его я хочу, чтобы он снимал нашу свадьбу. Да. Кайфанул от фоток? Да. И от видео, и от фоток. Видео Свадьбу кто у меня снимал Давно Саша снимал? Красновский. Недавно фотку нашла, где Саша, у него камера там, я тебе потом покажу. Такой прикольный вообще, у него там пол какие-то штуки, здесь какие-то, как робот. Вот, они снимали. Классно получилось? Да, видео? очень классно. А кто вел и где была вообще свадьба? Как-то я этого ведущего потом сама работала, встретила. Рома
Жуков, нет? Не помню. Мгм. Короче, парень, блин, он так заставил нас стрессануть на свадьбе, Почему? мою свекровь в основном. Он опоздал и пришел с перегаром. Это вообще. Кстати, вот сколько я снимала, у меня, наверное, такого еще ни разу не Да. было. Считаю, больше 230 свадеб. У меня один единственный раз были ведущие, которые сели за стол и всю свадьбу пили с молодоженами и просто каждые 10 минут вставали. А теперь давайте выпьем за молодожен. И все. Ну, вот такого больше ни разу случая не было. Вот да, на мою свадьбу ведущий опоздал, пришел с таким хорошим перегарчиком. Но при этом он хорошо провел, в принципе, да, он заставил пострессовать всех. Но он хорошо провел, в принципе, весело. Музыканты тогда еще клевые были. Кстати, я их потом тоже работала, их встретила, подходила им. Смотрите, это вы, Жекины фотки показывала. Это вы, такие молодые, прикольные. Вот, да. Ну, а так, да, прикольно было. А где была свадьба? В Гриконе. А, У меня в Гриконе, Гриконе было, да. До А, сих пор, кстати, зал работает. Это один из немногих залов, который так много лет продержится. Да. я в прошлом году там снимал. Мгм. 2 раза вроде. Они сделали ремонт, они тогда розовый зал был тогда. Да? Красно-розовый такой какой-то. Сейчас же зелененький, нормальный уже. Мгм. Красная жизнь была, А ты конечно. хотела бы стать ведущей? Нет. Почему? У тебя хорошо получается говорить. Ну, не знаю, мне кажется, во-первых, я скачу с тему на тему, наверное, да, и это, ну, нет, я бы не смогла, наверное. Это надо громко говорить, надо... Ну, нет, я бы не хотела стать ведущей, это тяжеловато. Нет. Мне хватает того, что я на свадьбе ведущий в течение дня. Этого достаточно. Да, нет, я дальше не хотела бы Сколько сейчас твоей дочке? стать. 10 лет. 10 лет. Да, 3 класс закончили. Моя гордость, моя отличница. Чем Да. занимается? Она у меня играет на укулеле, Мгм. слушает «Король и Шут». Ярая фанатка вообще. Поет песни «Короля и Шута» на укулеле играя. Вот она у нас любит, да, русский рок, да, это получается ария, «Король и Шут», вот кино, вот это все, это же русский рок. Да, вот, играет на укулеле, учится в школе. Ну, к сожалению, с моей работой у меня больше не хватает ее куда-то А еще. фотографирует? Ну, так. Нет такого, как у меня. Нету, да? Да. Не, она- не хочешь, чтобы стал фотографом? Она, кстати, нет, она снимает себя на эти тиктоки. Лайки? Прикольно снимает. Но я никуда не разрешаю ей выкладывать. Я такая суровая мать. Очень суровая. Не разрешаю никуда выкладывать, но она много снимает, и у нее получается прикольно. То есть я так иногда... Ну, дети, они вообще, типа, быстрее как-то нас во многом соображают, и я так иногда смотрю, думаю, блин, как ты это сделала? Вообще много, да. Ну, а фоткать я иногда, вот, когда она только начала, я там, она фоткает, я говорю, блин, Ксюша, ну зачем вот у тебя на фоне полотенце на двери висит? Вот, ну зачем ты это фоткаешь? Ну не надо, убери ты полотенце и сфоткай, или фоткай в другую сторону. Вот такие иногда у меня просыпается. Поправляю, а так... Ну, нет у нее к фотографии особо, мне кажется. Ты нету. бы не хотела, чтобы она стала фотографом? Да нет, почему? Я на самом деле за любое, что она захочет, просто, ну как, что захочет, пускай. Я абсолютно... Я просто хочу, чтобы она занималась тем, что ей нравится действительно. И это самое главное, я в любом ее поддержу. Что бы она ни захотела, в любом поддержка будет. Вы любите летать, ездить с семьей туда-сюда, и ты делаешь там красивые фотографии, ведешь свой блог? Ну, как блог? Нет, блог я, наверное, не веду. Ну, на сайте у тебя блог был. Ну да, есть. В Телеграме фотографии тоже выложил. Я, да, пробую, стараюсь, как бы, потому что очень часто делаю, и ну, с кем удается поделиться, говорят, что, блин, Юлька, так круто, там, и вот я думаю, блин, может быть, это куда-нибудь начать выкладывать, и вроде бы так стараюсь, ну, там, начинаю, и вечно это забрасываю. То есть вот блог на сайте, и это когда сайт создавала, там, добавила эту вкладку, и такая думаю, мы же часто с мужем выезжаем, у меня очень много, на самом деле, красивых фотографий, там, вот я на рыбалку с мужем ездила, на Амгу, на речку, на Ботуму, вот в этом году мы планируем выезд, и он рыбачит, там, все рыбачат, я фоткаю. То есть, ну, я и рыбалка нет. Удочку держать вообще не умею, спиннинг — это все не мое. Я все это фоткаю. И фотографий на самом деле очень много, и они все лежат, и, ну, какие-то мы распечатываем, что-то где-то там
А так, да, вот я думаю, надо блог, надо просто заставить и сделать от начала до конца, начать что-то вести, куда-то выкладывать, показывать. Ну, еще по России, да, летаете? Ну, по России, да, мы стараемся вылетать каждый год в отпуск. Стараемся раз в год точно вылетать. Ну, иногда получается и пару раз. Не всегда, но получается. И всегда с фотоаппаратом. Один раз летали в Питер без фотоаппарата. А, без Это фотоаппарата была моя летала. самая большая ошибка в жизни. Мне Почему? кажется. Я так об этом пожалела. Я ходила, фоткала на каждом углу, все на телефон, и каждый раз. А мне тогда муж не разрешил взять камеру. Мы летели без багажа, и он сказал: сама будешь его таскать? Он же тяжелый, зараза. И он такой: нет. И, короче, он не разрешил взять. Я фоткала все на телефон, и после этого я сказала: я буду его сама таскать. Я буду его брать, и я не летаю без фотоаппарата. На телефон все равно немножко не то. Ну, прям на камеру мне больше нравится фоткать. Каково это быть единственным свадебным фотографом женщиной среди мужчин? Ну, если брать такой топовый уровень. Тяжело, вы меня не берете в свою банду. Собирайтесь там пацанами, гуляйте, а я не подхожу по гендерным признакам. Да. Не, на самом деле, вообще быть девочкой свадебщиком это тяжело в плане техники. То есть у меня очень много техники, у меня 2 фотоаппарата, объективы, вспышки, стойки, все. Это все очень тяжело. Это тяжело таскать на спине, тяжело передвигаться с этими сумками. И, в принципе, кстати, это, по-моему, единственная моя сложность. Мне кажется, больше мне все. Хотелось бы, чтобы было больше девчонок, потому что все-таки есть такое, что у нас у девчонок немножко другой взгляд. Но хотелось бы, чтобы они обучались, прежде чем идти в свадьбу, потому что в ЗАГСе я часто встречаю девочек-фотографов, но они, как я понимаю, только с регистрации снимают. То есть у нас девчонок, которые снимают полный день от начала до самого конца программы ведущего, нет таких. То есть там снимают регистрации, прогулки и все. Полный день, по-моему, я могу ошибаться, извините, пожалуйста, если я кого-то не назвала, или кто-то есть и сейчас сидит, только смотрит и думает: вообще-то я снимаю полный день. Простите, я не знала, но, насколько я знаю, таких нет. И вот прежде чем идти, Анна снимать же не снимает Петерсон, да? Аня Петерсон, она очень долго же снимала вообще. Сейчас полный и день она не сейчас снимает. больше в студии, Да. и как бы я ее иногда встречаю в ЗАГСе, но, по-моему, она сейчас только берет регистрации, то берет только вот там друзья попросили или что-то такое, крайне-крайне редко. А так я ее иногда вижу, да, Анечку. У нас с ней в один день рождения. Ничего себе. Да. Вот так крайне редко, иногда вижу ее в ЗАГСе. А так вот девчонок начинающие есть, которые в ЗАГСе встречаются. Девчонки, пожалуйста, учитесь сначала. ЗАГС — это такая вещь, это конвейер. И молодожены приходят туда первый раз, они не знают, что делать. И мы, как никто другой, должны их направлять, должны помогать. Встаньте сюда, сейчас мы делаем это, потом мы делаем то. Сейчас мы будем выходить, делаем так, делаем сяк. То есть нужно иметь очень громкий голос, нужно уметь управлять толпой. И это все не так просто, поэтому прежде чем идти в свадьбу, да, я считаю, что нужно, ребятам надо учиться. А Или хотя бы где посмотреть, учиться? как это делается. Где учиться? У нас очень много мастер-классов наши местные ребята делают. Я вот когда-нибудь хочу начать учить. Я вот сейчас думаю об этом, то что так как я немного сокращаю свадьбы, хочу начать обучать. Сделай, круто. Я уже который год меня просят об этом. Раньше, помню, девочки писали, одна девчонка, фотограф, помню, писала мне несколько раз, и я столько раз ей там, отвечала там: да, когда-нибудь, потом перестала ей отвечать, и, кажется, она на меня обиделась, потому что теперь, когда я ее встречаю в студии, она со мной даже не здоровается. Я такая: ладно. Простите, пожалуйста. Я не хотела никого обидеть. Я все хочу, но не хватает немножко. Боюсь, смогу ли я чему-то научить и дать что-то полезное людям. Не хочу просто так идти и драть бабки, как говорится. Да? Нет, я хочу конкретно, я думаю о том, чтобы ребят действительно чему-то научить. А учиться, да, прежде чем снимать свадьбу, надо научиться, что делать в ЗАГСе. Потому что у ребят это один раз. Согласен. Нужно не накосячить. И плюс нужно уважать других фотографов и не забывать о том, что не только у вашей пары сегодня регистрация. Еще очень много пар, которые приходят туда каждые 15 минут. Да. И напоследок пожелания молодоженам, твоим клиентам, которые выбирают тебя. Почему они должны выбирать тебя? И пожелания. Фотографам
Любите то, что вы делаете. Это 70% успеха, мне кажется, это любовь и наслаждение, получать наслаждение от того, что вы делаете. Верьте в себя, это очень важно, никого не слушайте. Если вы от этого балдеете, значит, вы сможете. Вот. Клиентам, я даже не знаю, со мной будет весело, наверное, так. Ну, я очень рада, когда выбирают меня, разделяют мой взгляд, да, кому также близко то, что, как вижу я. Все. Всем любви, мира и добра. Спасибо, Юля, что пришла. Спасибо тебе огромное, что позвал. Круто получилось. Да. Желаю тебе здоровья. Блин, очень безумно рада оказаться в этом числе приглашенных. Спасибо тебе огромное. Много заказов хороших и вообще всего самого хорошего. Да, супер, и мы счастливы. Все, пока. Спасибо огромное.